Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, обсуждаемым в нашем обществе. События, происходящие в мире, политический накал в молдавском обществе, ну и бесперебойная подача ложной, ничем, никакими фактами не подкрепленной информации не оставляет другого выхода каждому гражданину, как анализировать, прежде чем доверять, и критически мыслить, для того, чтобы подводить себя к правильным выводам и принимать верные решения. Друзья, собственно говоря, этому и мы посвящаем свои дискуссии на Gagauzy Media, поэтому оставайтесь с нами, ну и делитесь с друзьями этой ссылкой, подпишитесь сами и, конечно же, помните о том, что единомышленники Молдове нужны. Так думаем не только мы, так думает уже большое число людей, которые нам пишут и просят нас обсудить те или иные темы. Сегодня будет интересная тема и важная для развития любого государства. Поэтому оставайтесь с нами. Интересная дискуссия здесь, на Gagauzy Media, буквально через несколько секунд. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Здравствуйте, друзья! Сегодня в эфире проекта «Единомышленники» адвокат Владимир Чимпаеш. Владимир Чимпаеш – адвокат, член комиссии по этике и дисциплине Союза адвокатов Республики Молдова. В 1999 году окончил Международный независимый университет Молдовы по специализации административное управление. С 1999 года до 2002 работал в должности помощника прокурора-исследователя. С 2002 года старший следователь прокуратуры АТО Гагаузия, впоследствии начальник отдела уголовного преследования прокуратуры Гагаузии. С 2005 года до 2012 заместитель прокурора Гагаузии. В 2022 году ушел из органов прокуратуры Республики Молдова в звании советника юстиции второго ранга. Обладает лицензией и осуществляет адвокатскую деятельность. В период с 2012 по 2023 годы был советником Камрадского муниципального совета. С 2002 года до настоящего времени член комиссии по этике и дисциплине Союза адвокатов Республики Молдова. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Добро Спасибо пожаловать за в нашу приглашение. студию. Да. Владимир, вы лицензированный адвокат. В прошлом вы следователь, заместитель прокурора. Почему вы выбрали именно юриспруденцию? Знаете, я заканчивал школу в 1994 году. Это был период, наверное, когда все уходили либо в адвоката, либо уходили в юриста, либо уходили в экономисты. Других профессий тогда не рассматривалось, и все почему-то считали, что они являются наиболее перспективными. Если бы я сегодня заканчивал, например, школу, я бы по этой специальности, наверное, не пошел. Почему? Но тогда, в тот период времени, это, наверное, была дань времени, дань моде. Сегодня я считаю, что более востребованы другие специальности. Какие? Технические специальности, людей, которые именно занимаются не гуманитарными науками, а более точными науками, которым нужны реальной экономике. И я думаю, что будущее именно за этим. Так что выпускникам, которые заканчивают университеты, школы сегодня, я бы посоветовал посмотреть именно в этом направлении. Но вы говорите о том времени, когда вы заканчивали. На самом деле всегда время диктует какой-то приоритет для профессии. И это на самом деле было. Знаете, у меня какой вопрос возник? Почти 25 лет вы работаете. Да, в этом году будет 26 лет. Да. Вот, 25, да, уже 26-й год. Что вас расстроило больше всего в этой профессии? Расстроило? То, что я не вижу изменений к лучшему на протяжении последних лет. И все заявленные реформы, которые говорят о том, что у нас реформируется система правосудия, почему-то не приводят к тем результатам, которыми они заявляются. И это огромная проблема для системы правоохранительных органов Республики Молдова. Нету стабильности и постоянное ощущение давления со стороны органов власти. Сегодня система оказалась в ситуации, когда люди боятся принимать решения. А вы имеете в виду сейчас людей, которые работают в системе, в полиции, в прокуратуре, в судах. Я не могу сказать сегодня о том, что они абсолютно независимы и что они не испытывают давления. И история с госпожой Драгалин, председателем, начальником прокуратуры антикоррупции, тому пример. И когда выходит человек, руководитель столь мощной структуры, говорит о том, что он не оказывает давление, в любой западной стране после этого был бы взрыв, но не в Молдавии.
Она выходит и обвиняет практически руководителей государства, всех 3 ветвей практически, о том, что, то есть исполнительной власти, с намеком на исполнительную власть, законодательную и президента, о том, что на нее оказывается давление, и никакой реакции практически нет. А есть ли, вот вы назвали свое разочарование в профессии, а коррупция имеет место быть? Да, но коррупция есть в любом государстве. Может быть, за исключением полностью тоталитарных государств, но в европейских странах и в Штатах, где нас учат демократии и так далее, она тоже есть. Но если мы Мы говорим... сегодня будем говорить и о коррупции, будем говорить да. вот о давлении властей, вы говорите, да, и одно и другое имеет место быть, и реформы не входят в жизнь, не начинают приносить какие-то здоровые плоды для общества, скажем, с высоты вашего опыта. В чем выход может быть сегодня у Молдовы для того, чтобы сработало? И реформа, чтобы сработала, и люди, чтобы почувствовали, что мы живем в правовом государстве, где власть избирается для того, чтобы наводить порядок, а не... Вы знаете, у нас придет момент, когда общество захочет твердой руки, ему это все надоест. Можно очень короткий анекдот на эту тему. Когда стоит белорусский пограничник, мимо пробегает собака в сторону Украины, он спрашивает: ты куда? Да достал мне ваш тоталитаризм, я хочу демократии, свободы слова и так далее, не полает ничего. Через месяц он возвращается обратно, уже немножко исхудавший, мягко говоря, и так далее. Говорит: а что обратно-то? Да наелась я этой демократии, не хочу я больше. А мы к этому придем, рано или поздно, что люди захотят твердой руки и устанут от этой всей демократии, потому что в нее уже никто не верит. А соль этого анекдота, который вы сейчас рассказали, соответствует вашему мировоззрению? Да, я бы, наверное, хотел бы, чтобы у нас было такое руководство, как в Беларуси. Да, с определенными ограничениями. Но поверьте мне, сегодня эти ограничения прав и свобод граждан сегодня в Молдавии тоже есть. Но, возможно, мы так думаем, потому что мы живем в других условиях. Возможно, если бы мы жили при тех условиях, мы бы говорили иначе. Абсолютно большинство граждан этой страны поступилось бы некоторым своим правам для того, чтобы Какими, чувствовать уверенность в завтрашнем К примеру, дне. какими правами? Мы говорим о том, я считаю, что в Беларуси, например, нету полицейского государства, хотя нам пытаются представить там. Наше общественное мнение в стране построено в определенных рамках, куда нас загоняют, и благодаря тому, что ряд СМИ ограничивается, ряд нет. Но люди, которые приезжают, например, из Беларуси, говорят о том, что их строй им нравится больше, люди, особенно которые там пожили, потому что они чувствуют уверенность в завтрашнем дне. И ради этой уверенности... Секундочку. Когда вы говорите о том, что вы предпочли бы такое государство и такого руководителя, как Лукашенко? Я хотел бы государство, в котором работает закон. Работают ли там законы и не работают? Смотрите, в этой стране, в нашей Молдове сегодня можно говорить, и вы перед нашим эфиром, перед запуском эфира, правильнее, вы сказали, что я свободный человек, и я говорю, что думаю. Допускаете ли вы мысли, что в стране, которой руководит Лукашенко, есть очень много людей, которые не могут сказать то, что они думают? Да, наверняка есть. А когда вы говорите, что можно отказаться от каких-то своих прав, о каких таких правах вы можете говорить? Чтобы жить в таком государстве, которым руководит это уже вот такой... мы уходим в область юридической дискуссии, мы говорили о свободе слова в целом, и там, поверьте, у нас в стране тоже вы не всех можете критиковать. И если вы работаете в госорганах, вы никогда не скажете ничего лишнего в социальных сетях, вы никогда не позволите даже лайкнуть пост человека, работая в госслужбе, потому что на следующий день вас вызовут к руководителю и спросят: а почему вы здесь лайкнули? Вы живете в свободной демократической стране? Я точно знаю ситуацию, при которой одного из директоров детского садика пригласили в Приморье Камрад и спросили: а почему вы делитесь публикацией относительно порядка определения сейчас питания в детских садах? Почему вы считаете о том, что вы можете это делать? Вы работаете у нас в Приморье, вы получаете у нас заработную плату, вы такие вещи себе позволяете? Да, сложно не согласиться с вами. Я тоже знаю такие истории. Это свободная страна? Да, смотрите, это свободная все же страна, и скажу, почему я сейчас говорю о Молдове. Почему свободная страна? Мы с вами в этой студии сегодня все, что мы будем говорить, все это пойдет в эфир. Но мы заранее определили концепцию этой дискуссии, что мы хотим здоровых дискуссий, следовательно, мы приглашаем людей, которые способны очень четко, корректно, лаконично, обязательно, чтобы это было дружелюбно, даже если это какая-то ваша точка зрения. Она пойдет вот так вот в эфир. Я далека от мысли, и мы с вами свидетели, что на телеканале ГРТ
где сегодня нет свободы слова, она должна быть, потому что эта компания получает деньги из бюджета Гагаузии, не могут журналисты сказать то, что они хотят, и туда не приглашаются люди, как минимум, вы бываете на ГРТ, вас приглашают, вы очень активный гражданин страны и человек, проживающий в Гагаузии, и анализирующий, и очень часто высказывающий свое мнение. Вы бываете в студиях ГРТ? На протяжении последних 2 лет я на ГРТ не был, меня не приглашают, потому что позиция, которую я могу написать в социальной сети, она явно противоречит той позиции, которая сегодня в власти автономии. А какая, то есть, смотрите, я говорю о том, что из-за того, что появилась рука Шора на ГРТ, туда не приглашаются определенные люди, которые, да, это и депутаты, это и какие-то политики, общественные деятели, потому что то, что они могут сказать, это противоречит тому, что хотел бы сказать гагаузскому обществу сам Шор. Да. Согласен с вами. Но Смотрите. в этой же ситуации вы попадаете в ситуацию, при которой аналогичный пример можно привести с телерадио Молдовой. Там тоже не попадают оппозиционные политики, они тоже не приглашаются для того, чтобы они высказали свою точку зрения. Поняла. Это вы и называете, что у нас нет свободы слова. Да. А я говорю об обратном, что все-таки свобода слова, возможно, ограничена, но она есть. Почему? Потому что у нас могут критиковать президента, как хотят. Не у нас всегда. могут критиковать... Ну, Не всегда. мы с вами видим очень много критичных и президент, и материалов. бывший Башкан Гагаузии уже пошли по судам и пытаются подают гражданские иски. И само собой, я считаю, что в этой ситуации это не совсем правильно, поскольку всегда судья, глядя на обычного гражданина, который является ответчиком по делу, а с другой стороны истцом является президент либо Башкан, 10 раз подумает, какое решение ему вынести. Почему он подумает, если у него есть закон? Но вы упомянули Гуцул. Если говорить о ней, как раз вот сейчас мы следим, наблюдаем за тем, как против нее ведется дело в суде, и оно рассматривается слишком долго. Если бы это было так, как говорите вы, не приняли бы это решение быстрее? Так же долго, как рассматривалось дело по Шору. Хорошо. Давайте посмотрим с другой стороны. Я изучал сайт суда Буйкани. Я выяснил интересную вещь, что дело поступило в суд, по-моему, 25 апреля прошлого года. То есть в суде в Буйкани оно находится уже, грубо говоря, 9 месяцев находится. Вы знаете, сколько заседаний назначено по данному делу до конца марта текущего года? Интересно. 60. 60. Я не знаю, другого такого дела не встречал, чтобы было такое огромное количество судебных заседаний, так часто они проводились. Только в марте месяца текущего года у него назначено 9 судебных заседаний. А вы считаете, О что чем нет это говорит? основания для того, чтобы говорят проводить это говорят о том, что я знаю загруженность Буйканского суда. Это суд, который назначает заседание раз в 3 месяца, в лучшем случае. Он перегружен. Это самая загруженная судебная инстанция в Республике Молдова. Я думаю, что именно для рассмотрения дел по фактам электоральных, вот этих выборных Коррупции, нарушений и так далее, электоральной коррупции, был принят специальный закон, который обязывает суды и органы уголовного преследования рассматривать данные дела в приоритетном порядке. Это очень много. Вы подумайте уже о том, что из 20 или 22 рабочих дней в марте месяце Башкан Гагаузии 9 дней посвятит этому суду. Работать ей будет некогда. Ряд процессов были сорваны по различным обстоятельствам. Я считаю, что суд, наверное, даже торопится. Это очень большая частота судебных заседаний. Она нетипичная для Молдавии. Так часто процессы не назначаются. Другое дело, что... Типичен ли для Молдавии такой тип коррупции, который имел место быть? Это новый тип коррупции, согласен. В электоральную кампанию. Должны ли судебные органы реагировать на это незамедлительно? Судебные органы должны реагировать незамедлительно на любые нарушения. Но вопрос в том, что у нас сегодня, благодаря реформам и в прокурорской, и в судейской сфере, осталось, очень многие люди ушли. И благодаря ветингу, при ветингу они ушли, и у нас сегодня не хватает кадров, чтобы они в свое время рассматривали дела. Очень много уголовных дел в судах прекращается ввиду истечения сроков давности. То есть суды не успевают рассматривать может, это и уголовные есть дела. замысел довести дело до истечения срока давности? Нет, тут достаточно большой срок давности по данным делам. Я не думаю, что цель в этом. А какой срок давности по таким делам? Там, насколько я знаю, до 15 лет. По коррупционным? Да. Ну, я думаю, что с момента, когда госпожа Гуцул, у нее истечет срок полномочий, если она не будет переизбрана на следующий срок, то это дело потеряет актуальность, и там не будет по 9 заседаний в месяц, поверьте мне. Вы считаете, что она имеет шанс быть избранной еще раз в Гагаузии на новый срок? После выборов 2023 года я уже не удивлюсь ничему. А что вас очень сильно в 2023 году на выборах? Вы были тогда представителем, я был представителем помню, в ЦИКе господина Григория Узуна. Да, и меня удивило то, что в автономии был поставлен грандиозный социальный эксперимент и политтехнологический эксперимент, при котором в автономии был реализован сценарий, который невозможен в другой
более-менее развитой стране, при котором приходит человек за 2 недели до выборов и благодаря мощным вливаниям денежных средств он выиграет данные выборы. Но вы считаете, что только мощные денежные вливания, либо еще какая-то определенная технология политическая была Технология, использована? безусловно, без этой технологии было бы невозможно. Сегодня говорят о том, что существует разлад между Гуцул и Константиновым. Считаете ли вы, что это как-то может изменить ситуацию на уровне автономии и привести к каким-то улучшениям? Или все... Я думаю, что это все-таки больше из области политических сплетен, и не хотел бы это комментировать, но я не вижу в целом улучшений в автономии. Потому что худо-бедно, но сегодня на дворе уже февраль месяц, в июле месяце будет 2 года, как работает госпожа Башкан, это практически экватор ее политического срока. И за эти 4 года, если она будет в таком темпе работать, то ничего, кроме Гагаузленда, у нас в Гагаузии не прибавится. А что вас в этом темпе смущает или расстраивает? Отсутствие вообще какого-то развития в автономии. Ну Скажите, как? пожалуйста, вот у нас утвержден был исполком в 2023 году, осенью, Да. насколько я помню, в сентябре месяце. Вы в сентябре слышали, какова была программа развития данного исполкома? Край Что нам мечты. пообещали? Край мечты. Край мечты в чем заключается? Вот господин Тарнавский был у нас в студии и сказал, что программа, ну мы-то это знаем, он подтвердил, что программа развития Гагаузии с приходом Башкана была утверждена Народным собранием Гагаузии, она так и называется «Край мечты». И что сделано из этой программы? Ну вот Александр Григорьевич говорил о том, что сделано сколько там процентов. Из 19 он выбрал 19 ключевых направлений развития из этой программы, только 19 из всей программы. Из этих 19 выполнено 2 пункта. Да, Это за 1,5 с лишним года, да? почти То 2. есть такими темпами, я думаю, что если еще 3 пункта не исполнят до окончания срока полномочий, то из Хорошо вы 19 математику пунктов привели. они в лучшем случае исполнят 5, да? Но, видимо, столько достаточно для Гагаузии, потому что гагаузский избиратель особо не расстроен. Вы знаете, что, конечно, вы следите за тем, что принимает Народное собрание Гагаузии, как развивается автономия. Выключается свет во многих населенных пунктах, людей это особо не беспокоит. И свет включается не потому, что электроэнергия повышена, и не столько поэтому, а потому что программа «Освещенное село» серьезно сократила финансирование для примырий. И у примырей нет денег для того, чтобы оплатить эти услуги. То есть закон, который был принят в 2018 году, существовал и давал возможность людям ходить по освещенным улицам. Правление Шор-Гуцул сократило эти расходы. Но людей это не возмущает. Кстати, мы говорим сейчас о бюджете на 2025 год, и у нас есть короткое видео, мы просим вас прокомментировать его в контексте законности решения, принятого Народным собранием Гагаузии согласно бюджета на 2025 год. Это закон в целом. Голосуем за закон в целом. Кто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Кто против? 1, 2. Воздержался? 1, 2, 3, 4. Что это такое? Объясните. Я Вот такое принятие решения. Я знаком с этим видео, в принципе, это видео обсуждалось. И я прошу обратить внимание на этом видео, например, что когда председатель Народного собрания считает голоса лиц, которые воздержались, он вместо 5 реальных голосов было посчитано 4, во-первых. Во-вторых, я, насколько помню, на этом видео господин Топараш не голосовал вовсе. То есть в зале в тот момент было 24 депутата, из которых 1 не принимал участие в голосовании, 2 были против, 5 воздержались, и в реальности остается 16 голосов, которые проголосовали за принятие бюджета 2025 года. При таких условиях, что получается, что большинство избранных депутатов не проголосовали за бюджет, и этот бюджет, в принципе, закон является принят незаконно. Почему госканцелярия пропустил это? Я не совсем понимаю. Ну вот как раз хотела спросить, кто должен был отреагировать на то, что закон? В первую очередь госканцелярия. Ну а кто-то из депутатов должен был или мог ли? Мог. Это мог ли сделать любой рядовой гражданин? Мог написать об этом в госканцелярию, потребовать проверить данные действия. Ну, возможно, из-за того, что вот не используют электронную систему подсчета голосов. И не используют, наверное, потому что так Не легче. нужно использовать. Ее нужно, это же позволяет более точно Я согласен. считывать информацию. С огромными напряжением это удалось сделать в примерии Камрата, где соцсоветники наконец начали голосовать, и это огромные проблемы вызывало для того, что они не хотели, чтобы знали люди, кто за кого как голосует.
И аналогичная ситуация в Народном собрании. Если вы помните, это не первый случай, когда председатель может неправильно посчитать голоса. Ну да. Ранее по этому поводу тоже возникали скандалы. Видимо, кому-то неинтересно. Но мы живем в 21 веке, я думаю, что рано или поздно эту систему придется вводить. Но она есть, И она там поименно- работала и Её существовала. просто не используют, Ее это не имела в виду используют, Елена Федоровна. да. И на экран выводить конкретные имена, фамилии депутатов, которые Ну, шестой проголосовали за созыв определенный депутаты, план. когда работали, Да-да-да. определенная часть... Это нормальная ситуация, я им согласен. Люди абсолютно. должны отвечать за свои решения. Более того, это требование административного кодекса, потому что сегодня советники и депутаты, которые голосуют за определенное решение, несут солидарную ответственность за это решение. Они могут получить последствия материального характера. К ним может быть предъявлен иск, если бюджет понесет какой-то ущерб. Это законно. Вот вернемся к этому видео, но вы говорите, когда несут солидарную ответственность. Ну, какую такую солидарную ответственность когда-либо нес такой орган, как Народное собрание, либо исполнительный комитет? Есть такие примеры? Вы знаете. В том-то и проблема, что никто не потребовал от советников, чтобы они несли ответственность. Но я знаю пример, например, некоторые истцы, которые суются с примарией Камрата, подают иски и указывают в том числе советников, которые проголосовали за данное решение, и если решение ущемило их интересы. Такова практика уже начинает нарождаться. И многие советники 20 раз подумают, прежде чем пойти в совет, зная о том, что он может за поднятие руки потом получить и гражданский иск на несколько тысяч леев хотя бы. Но есть ли хоть один такой прецедент, что вот это было, и вот этот понес наказание тот или иной депутат, либо советник за то, что он не так-то голосовал? Я не знаю, чем закончились гражданские иски, которые предъявляла жительница города Камрат, Камратскому муниципальному совету. Я такую практику не встречал, но я думаю, что в будущем она будет. А если вернемся к Народному собранию Гагаузии, приняли решение об отставке Тарнавского, принималось это решение дважды, вы являетесь адвокатом по этому делу. Вот суд вынес решение или еще не вынес? И если вынесет, и депутаты будут, ну, получится, они приняли неверное решение, ответят ли они за свое решение? Это зависит от господина Тарнавского. Потому что господин Тарнавский имеет право о том, чтобы предъявить гражданский иск к Народному собранию, потребовать от них возмещения морального ущерба и привлечь в солидарном порядке всех депутатов НСГ, которые проголосовали за это решение. Если Александр Григорьевич это сделает, то это будет прецедент. А есть решение? По первому делу, когда он был уволен, когда его уволили занимать должности в мае месяце прошлого года, решение есть первая инстанция, и в марте назначено рассмотрение в апелляционном порядке. По второму делу должно было быть оглашение в пятницу, но перенесено по объективным причинам. Я думаю, что где-то до конца месяца оно тоже должно быть. Владимир, скажите, очень интересно, я думаю, что это интересно и зрителям. Какая основная, на чем опирается защита в вашем лице по делу Тарнавского? Кроме процедурных нарушений, которые были допущены в обеих случаях, почему-то Народное собрание невнимательно во втором случае к этим вопросам отнеслось. Я считаю, что основа иска, на чем мы обосновываем, то, что нарушается принцип независимости депутата Народного собрания. Депутат свободен при исполнении своего мандата и может свободно выражать свою точку зрения. Ну, да. По сути, в обоих случаях господин Тарнавскому вменялось то, что его позиция противоречит позиции руководства Народного собрания и позиции большинства. Но извините, если до этого дойти, то давайте мы будем затыкать рот всем несогласным в Народном собрании. Перекатим им определенные выплаты за участие в заседаниях, например, потому что мы не согласны их точкой зрения. Обвинить сегодня о том, что ты агент Кишинева, и запретить тебе выражать свою точку зрения гораздо легче, чем аргументированно на это отвечать. В этой ситуации как раз свобода выражения мнений господина Тарнавского была задета. И я очень хотел бы, чтобы в судебном решении это было отражено, как суд к этому относится, помимо процедурных моментов. Вот интересно, вы проводите сейчас, говорите об этом, я провожу параллель, вы чуточку выше сказали о том, что вам нравится вот такое государство, как Беларусь, да? Но вот никто не может там батьке перечить. А вы говорите, что Тарнавский имел право, согласно законодательных норм, говорить то, что он думает, но никто не может в Беларуси сказать, что... Я не вижу никаких противоречий. Тут тоже поперечили батьки, поплатились должностью. Где? В Молдавии, в Гагаузии, у вас В Молдове. Да. Человек попробовал поперечить, в результате лишился должности. Пример? Господин Тарнавский. Ну, здесь же можно Так я же говорю. отстоять А его вы же хотите, право чтобы говорить отстоять? то, что он Вы думает. отстаиваете, а кто Вы может отстоять отстаиваете. это в Белоруссии? Простите, мы пока отстоим это все, полномочия этого Народного собрания истекут. Вот, а теперь возникает другой вопрос, и мне кажется, что здесь пора говорить о том, что гражданское общество в таком аморфном очень состоянии находится. Законы-то есть, защищать-то свои права можно, другое дело, что как часто мы ими пользуемся. Вот Тарнавский
как я понимаю, подал, ну, не как я понимаю, как мы знаем, да, подал иск и защищается. А другой депутат мог бы сказать, ну, хорошо, окей, не надо. И вот так вот заглаживаются беззакония, которые делают депутаты, либо какие-то другие люди, которые работают в госорганах. И общество начинает думать, что а как можно с ними бороться? Невозможно. Нужно просто принять, отстранили тебя, да. Директора школ не могут сказать ничего, потому что им прилетит от начальника управления образования, либо от этой структуры. Да, либо Так? от примара. Либо от примара, в подчинении которого вы находитесь в этой ситуации. Ну, смотрите, Школы в подчинении примаров сейчас не находятся, но управление образования, да, возможно. но вернусь, смотрите, когда мы говорим о том, что в этой стране еще можно что-то говорить, я к этому, слушая ваши доводы по защите Александра Тарнавского, к этой мысли хотела вернуть, что сегодня в Беларуси так свободно, как мы здесь с вами обсуждаем, говорить не могут. И вот то, что делает Тарнавский, защищать себя, в случае в белорусской модели, не смог бы. Просто ушел бы и все. Сказал бы спасибо, что тебя выгнали. Не совсем. Я думаю, что мы недостаточно знаем белорусскую модель. И я думаю, что в белорусской модели человек, который умеет думать и который является специалистом реально своего дела, мог бы добиться имел бы гораздо больше возможностей для развития. То есть вам нужно, чтобы кто-то стукнул кулаком по столу? Не Многие нужно. люди этого хотят. Сегодня общество этого хочет, чтобы кто-то уже наконец стукнул, и этот беспредел закончился. А вы помните в истории, чем заканчивались времена, когда... У власти были люди, которые ударяли кулаком по столу. Есть примеры положительные. Репрессии? Я помню, голод? чем заканчивалось то, когда начинался разгул демократии и свободы слова, при котором разваливались государства, потом на улицах лилась кровь. И Советский Союз типичный пример в этой ситуации. Вы Потому хотите что грани возвращения? нет. Вы хотели бы, это невозможно, понятное дело. Вы хотели бы хотел модели возвращения в Советского модели, Союза? где было бы человек был уверен в завтрашнем дне. Вы знаете, мне так где он мог бы нравится, развиваться в мне этой так ситуации. нравится то, что вы очень активный гражданин, и у вас очень много, я, как и многие, наверное, следим за тем, что вы пишете, потому что не так много в Гагаузии людей, которые открыто пишут свое мнение, и мне всегда очень интересно и любопытно читать ваши посты. Вы критично относитесь ко многим вещам, и мне кажется, что это нормально. Надо это делать, потому что общество будет развиваться только тогда, когда люди будут критично относиться к тому, что вокруг нас происходит. Но когда я слышу вот это, то есть да, это ваша позиция, я ее принимаю, но я не понимаю, каким образом человек может говорить о том, что я хотел бы, чтобы какой-то там диктатор, да, пришел и сегодня руководил бы в этой стране. Я бы хотел ситуацию, при которой чиновник, который принимает незаконное решение, понимал, что наказание за это будет неизбежно. И мы этого хотим. Я бы хотел, чтобы этот жить в чиновник знал о свободной том, что стране. завтра к нему зайдет прокурор и спросит его за то, что ты творишь. И этот чиновник не будет прикрываться тем, что я вчера был на приеме у президента страны, я сидел в зале и посмотри на мою фотографию, я был у него прием. Я не хочу, чтобы этот чиновник прикрывался тем, что ко мне приезжал на день города премьер-министр, я с ним ходил под ручку, и ты сейчас такой нехороший, пытаешься меня преследовать, и знаешь, что с тобой будет. То есть я хотел бы ситуацию, при которой был бы с этого чиновника спрос, а не просто потому, что он сегодня приближенный к власти, его трогать нельзя. Вот, теперь следующий вопрос. А возможно ли все то, что вы говорите, я полностью с этим согласна? Возможно ли это в стране, где все-таки не жесткая рука и не диктатор, а нормальная, свободная, демократически развивающаяся страна? Возможно ли такое? А когда Молдова такой страной наконец-то станет? Можем ли мы ее такое сделать? Вот вы, мы, все люди, которые думают, как вы, которые понимают, что это нужно Молдове, крайне нужно. Мы должны требовать с тех людей, которых мы назначили на этой должности, либо избрали. Требовать вы можете все, что угодно. А добиться этого, в том числе через судебные инстанции, будет крайне тяжело. Вы пессимист? Нет, я оптимист. Я оптимист, и я считаю, что через суды сегодня в Молдавии много чего добиться. Долго, нудно, нервно, но иногда даже затратно, но можно. Но я слежу, и у вас есть положительные решения. Не будем сейчас говорить, не будем делать вам рекламу как адвокату. Кажется, что вы достаточно успешно этой работой занимаетесь, но удается отстаивать права ваших клиентов да, в этой стране? Типичный пример, я вам расскажу. Вы только что сказали про управление образованием. Я вспомнил случай, при котором один из моих клиентов, это депутат Народного собрания Гагаузии, поплатилась за то, что сфотографировалась со своим учеником. И в руке ученика была бутылка с неразборчивой надписью, что это было конкретно. Этот учитель, который работает уже многие годы, ему это не простили. В отношении этого учителя было применено наказание в виде выговора, который мы опротестовали в первой инстанции, и буквально 10 там назад в апелляционной инстанции было подтверждено решение о том, что наказывать не за что было человека. Чистейшей воды заказуха. Да, она добилась, чтобы в отношении нее прекратили это производство. Но
Извините меня, 1,5 года по судам бегать. А как может управление образования заниматься заказанными делами? Я думаю, что это был заказ сверху. Причем исполком Гагаузии наказание Кто? этого депутата, потому что она находится в оппозиции к действующему Башкану и к действующему исполкому. Вы хотите сказать, что сегодня начальник управления образования находится под чьим-то влиянием? Но она находится в выполняет прямом подчинении у чьи-то- Башкана, она является находится. членом исполкома Гагаузии, почему бы нет? Другой типичный пример, тоже депутат Народного собрания, господин Фазлы. Уже на протяжении скоро будут годы, как мы судимся по вопросу об его увольнении. Екатерина была депутатом Народного собрания, вы тоже были депутатом, вы знаете, что уволить депутата без согласия Народного собрания нельзя, но господин Фазлы был уволен с своей должности. Его отправили на пенсию. Как бы то ни было, но закон о статусе депутата был нарушен, и человека нельзя было увольнять без согласия Народного собрания. Ага, чем закончилось? Есть решение Народного собрания, где они констатировали, что они не дают согласия исполкому уволить человека, но они его уже после приказа сделали. В результате встает представитель районной администрации, ответчика по данному делу, Вулканежской, и заявляет о том, что, уважаемый суд, эти аргументы господина Фазлы являются необоснованными. Нет в Трудовом кодексе такой гарантии, как нельзя уволить депутата Народного собрания. Мы просим забыть про этот местный закон. Госпоже Башкану вопрос. Если она является гарантом исполнения Гагаузии всех местных законов, почему ее представитель, ее подчиненный де-факто господин, не буду называть сейчас фамилию, встает в суде и заявляет, предлагает судье наплевательски отнестись к местному закону и закрыть на это положение глаза и уволить все-таки человека с должности? Но вы считаете, В что результате- может сегодня можно ли сегодня Гуцул назвать человеком, который является гарантом выполнения законов на территории автономии? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Почему? По сути, так. Сам смысл избрания Башкана изначально предполагался, что гагаузы должны выбрать человека, который является лидером, наверное, Да. этого народа. Человеком, который обладает необходимым опытом для того, чтобы претворять определенную программу развития общества. Этот опыт был представлен, чтобы люди понимали, есть опыт или Но нет? из всех кандидатов, которые баллотировались в Башкана в 2023 году, я думаю, что этот Башкан наименьшим образом соответствует Это всем правда, требованиям. это так. Тем не менее он стал. Может быть гарантом уложения человека, у которого уголовное дело в суде, и про наличие которого политтехнологи партии Шора знали еще до того, как она стала Башканом Гагаузии. Они Уже изначально рассчитали, не могла. рассчитали. Уже изначально не могла. Я считаю, что это был не... А сейчас, почему? когда вы говорите, простите, Да. пожалуйста, когда вы говорите, что все-таки она не гарант законности, а вот суд утвердил ее как Башкана, потому что большинством она избрана. Как вы сейчас, как мне, человеку, не знающему законы так, как знаете вы, как мне к этому относиться? Она гарант или не гарант? Башкан Юридически Гагаузии. она сегодня является Юридически Башканом гарант. Гагаузии, и обязанность у нее быть Башканом, быть гарантом у нее есть. Исполняет ли она эту обязанность? Нет, ни в коем случае. У нас куча полномочий были отобраны за последние 2 года, и продолжается ущемление полномочий автономии, но голоса Башкана в этой ситуации не слышу. Хорошо, тогда у меня вопрос. А в прошлые 8 лет у нас Башканом была доктор юридических наук. Она была гарантом законности, как положено, да, то есть и по опыту, и по образованию, и наши полномочия забирались в тот срок? Да, безусловно. А как это проходило? Гарант законности не углядел, или отдал, или передал, или сдал? Вы знаете, у нас парадоксальная ситуация, при которой последние Башканы уходят с своих должностей очень небедными людьми. И возникает вопрос, а что они там такого делают на этой должности, что в результате они такими небедными людьми уходят с этих должностей? У вас есть ответ? Я думаю, что люди просто-напросто сливали полномочия автономии взамен на неприкосновенность по определенным вопросам. Но это серьезное обвинение. Это Или констатация. Это констатация фактов, о которых многие знают, о том, что адвокат может очень делать такие удачно. обвинения, потому что он знает, как защищать. Я не называю фамилию, я не называю людей конкретных, я не называю конкретных фактов, но это общеизвестные факты, что наши Башканы уходили очень бедными людьми. Но если говорить... Как они становились Да. этим на государственных должностях, скажите, пожалуйста? Если Как они говорить, становились Да. на государственные Да? должности? Но Нет, у нет, каждого- на государственных должностях становились такими людьми. Ну, не знаю, мы с Леной Федоровной были депутатами в 6-м созыве, наши коллеги пробовали искать пшеницу, зерно, гуманитарную помощь и не нашли. Обращались в судебные инстанции. Может, плохо Но, искали? но пользовался зерном, всем известно, что пользовалось предприятие, которым руководил брат Башкана А в Гагаузии. сколько раз обороты этого предприятия выросли за период, когда Были рост приведены задал? цифры огромные. Значительно, Огромные цифры, да. значительно, да. Если говорить о ущемлении полномочий, у нас Тогда, есть что, цитата. тогда что Да. нам дают до цитаты? Можно, Да. простите, пожалуйста, Елена Федоровна. Тогда что мы ожидаем от башканов, которые приходят к нам так себе,
а уходят очень небедными людьми. Гагаузия. Давайте шире отнесемся к этому вопросу. А что ожидает вообще Гагаузию в будущем? Какой план развития автономии? Вы знаете, куда двигается автономия? Что мы хотим конкретно от этих людей, от этих должностей? Мы — это общество, и мы — это власть. Общество автономии. Общество ничего давайте не от хочет, власти. на мой Власть, взгляд. то, что власть потеряла доверие, это уже однозначно. Ни Народное собрание, ни Башкан Гагаузии сегодня не обладает в обществе авторитетом. Но куда движется сама автономия? Что конкретно мы хотим? Ну, автономия движется туда, куда ее ведут лидеры, руководители. Нет, разве? А руководители избирают жители. А есть сегодня гражданское общество в автономии? Ну вот мы вместе с вами, вместе с теми людьми, кто активно обсуждает эти вещи, пытаемся формировать это гражданское общество. Конечно, есть. Есть люди, которые сегодня не такие смелые, как вы, не такие уверенные в том, что вы имеете право говорить, и вы имеете право отстаивать свою точку зрения. А таких людей не так много, но они есть. Другое дело, что они не объединены. И другое дело, что эти люди не хотят вмешиваться в политику, считают о том, что это грязное дело, и они этим не хотят заниматься, потому что они не верят в то, что этим можно чего-то достигнуть. А что нам делать? Вот мне кажется, у вас есть какой-то рецепт. Вот у вас, У меня как у рецепта нет, гражданина. ни в коем случае. Ну что делать, чтобы гражданское общество было более активное? Мы же Как минимум хотим жить в другой здесь, в Гагаузии, значит, мы сами должны что-то делать, чтобы ее менять. Мы попали в ситуацию, при которой особенно скандалы последних 2 недель привели к тому, что любой, кто проявляет инициативу в этой части, возникает вопрос, кто тебе платит. Сегодня возникла парадоксальная ситуация, что всплывают источники финансирования, которые наши люди одобрить никогда не смогут. И, какие? Прежде всего, американские источники финансирования. То, что у нас происходит, вскрылось, что чем занимается УСАИД в этой стране, другие организации, которые европейцы чем занимаются. Сегодня мы живем в информационном пузыре, при котором нас отсекают от информации с противоположной стороны. То есть у нас запретили все российские каналы, у нас пытаются бороться с этим в интернете, пытаются бороться с этим в Телеграме. У нас единственная точка зрения — это то, что поступает информация с Европы, Соединенных Штатов Америки. И там идет мощное финансирование этих компаний, которые проводят. Об USAID, да? Да. А что вредного сделала USAID, если очень многие программы за 2000... Ну, это сейчас очень обсуждается в молдавском обществе. Давайте мы проговорим, коль это и нас волнует, да, и нас касается. Я не знаю, в каком лицее, Елена Федоровна, может быть, больше знает. Очень многие лицеи, очень многие социальные проекты, инфраструктурные были реализованы в первую очередь при поддержке средств USAID. Наверное, очень во многих лицеях, школах не было бы туалетов, как минимум. Я еще не говорю о более крупных проектах, если бы не поддержка USAID. Очень многие больные дети получали поддержку. Очень много, ну вы сами знаете, что IT-технологии, у нас в студии был господин Кунчев, и говорил, Кунев, простите, да, и говорил о том, насколько мощную первую вот эту поддержку IT-технологии в Молдове, вообще эта сфера получила вот именно благодаря этим грантовым средствам. И что очень важно, кстати, виноделие развивается в том числе, потому что и наши местные производители, это и Новак, это и Карагани вина, они все получали эти проекты. Почему вдруг, и ваша точка зрения, вижу, тоже такая, вы считаете, что USAID это только вот вред нашей стране? Нет. 22 года работы USAID здесь. Я принимала участие и реализовывались такие проекты в бытность директором школы, мою бытность директором школы. 10 лет возглавляла. Да, и я не помню, чтобы, реализуя какой-то проект, нам диктовали какие-то условия, что вы должны говорить так или вы не должны говорить так. То есть этого не было. И это подтвердит любой, кто реализовал такой проект. Я недавно читал публикацию, при убеждение? которой 70% бюджета этой организации уходило именно на поддержание этих проектов. Вы хотите говорить об организации, либо вы хотите говорить о том, что эта организация нам дала? Уходил на то, что действительно благие цели. Они помогли судебным инстанциям, они помогли в том, чтобы оказали им содействие в том, что они приобрели оборудование, программное обеспечение и так далее. Но 30% бюджета этой организации уходило именно на цели пропаганды. Вы хотите контролировать бюджет той организации, Нет, либо вы хотите говорить о том, что наша страна получила от того, что 22 года здесь работало это агентство? Я объективно вижу, что новостные агентства и передачи, которые финансируются этой организацией, у них острая направленность против Российской Федерации, против всего этого вектора, восточного вектора и полное благословение всего, что приходит нам с Запада. Я считаю, что им навязывается эта точка зрения. Вы так считаете, есть у вас основания? Вы же знаете, вы адвокат, вы знаете, нельзя утверждать, пока у вас нет факта. Я слушаю эти порталы, понимаю о том, что ничего хорошего они не говорят про одну сторону и только хорошее про вторую, не позволяя никакой критики в адрес западных СМИ и в адрес западных властей. Я вижу однобокий
подход с их стороны. Если хоть одна копейка приходит оттуда, они ничего про хозяина плохого не скажут. Ну, вот вам Лена Федоровна приводит пример. Стоп, я вам сразу же сказал, что 70% бюджета этой организации уходили на благие цели, на развитие и прочее, прочее. Я согласен, но на развитие демократии, вы прекрасно понимаете, в последние годы, когда я слышу, что нам дают кредиты, грантовую помощь на развитие демократии и так далее, то я абсолютно уверен, что эти деньги идут на пропаганду, и они идут на пропаганду против другого государства. Это ненормально, при котором вкачиваются деньги в наши СМИ именно для того, чтобы они проводили определенную повестку дня и вводили ее. И начинали орать, в любой ситуации, когда ты с ними согласен, это пророссийский нарратив. Простите, но почему вы тогда ограничиваете свободу слова? Почему не даете людям высказаться? Я не могу с вами согласиться как журналист, которая работала с разными грантовыми программами в том числе. Лена Федоровна говорит о своем опыте работы с грантами. Никогда, ни разу от слова никогда. И вы говорите, позволяют себе. Это ваша субъективная точка зрения. А если проанализировать, что делают эти журналисты, я не слышала никогда, абсолютно, но не слышала. Я понимаю, о чем. Вы, наверное, говорите о Нокта, потому что у вас какое-то особое отношение. Нет, я рассуждаю как человек, который читает новостную ленту, определенных, не только Нокта, но достаточно много информационных. А вы знаете, сколько других лент, которые говорят только о пророссийскости, о том, что нам нужно только по тому вектору двигаться? Есть такие СМИ для вас или их нет? Они берут деньги у Саида? Они берут деньги у России, наверное. А как они будут брать деньги у Саида? Они, наверное, деньги у России берут. Вы сами ответили на этот вопрос. Взяв деньги у Саида, они никогда ничего не скажут плохого про Россию, и наоборот. Если возьмут деньги с той стороны, они никогда ничего хорошего не скажут. Смотрите, про эту у меня сторону. нет факта того, что Россия финансировала какие-то СМИ. У меня лично, как у журналиста, этого факта нет, я не говорю. Но вы утверждаете здесь, что ЮСАИД как организация, да, 70% на что-то, но их бюджет 30% уходил на пропаганду. Да. Чтобы это утверждать, надо, чтобы у вас были какие-то факты. Нет, назовите, какая из организаций... Я сказал о том, что я читал публикацию на сфере, которая об этом говорила. И я точно знаю, что последние 2 недели я просматриваю это СМИ, с кем она сотрудничает. И если я вижу о том, что это западные фонды и так далее, то понятнее становится, почему это СМИ занимает именно такую позицию, эту точку зрения. Ну, не получат они финансирование, если они не будут продвигать определенные нарративы, которые приходят с той стороны. Ваша логика вот какая. А если вы смотрите, что СМИ имеет какое-то западное финансирование, вы уже априори не доверяете этому СМИ? Точно так же, как и не доверяю второй стороне. Не доверяете второй стороне? Отлично. Это очень хорошо. Продолжаю свою мысль, простите. Сегодня, продолжаю. И ваша в том числе, я думаю, что не проживет за счет рекламы и за счет без вливания со стороны каких-либо других источников. Окей, значит, нужно какое-то финансирование. Финансирование нужно, да. Так, теперь, если государство, в данном случае Молдова-1 получает из бюджета, из бюджета страны, а Гагаузское радиотелевидение получает из бюджета Гагаузии. Да. Если там доступа нет ни вам, ни Тарнавскому, ни еще кому-то, где этим людям высказывать свою точку зрения? Нужны независимые СМИ. Да. Кто будет финансировать эти независимые СМИ, если наши с вами деньги налогоплательщиков транжирит ШОР на ГРТ при помощи своих там ставленников? Где этим людям высказывать свою точку зрения? Поэтому люди имеют возможность написать гранты, получить эти деньги и развивать свободные СМИ. Давно ли на молдавском телевидении были представители оппозиции? Их часто приглашают для того, чтобы они свою точку зрения сказали. То же самое происходит. Когда мы говорим про ГРТ, аналогичная ситуация происходит на Молдова-1. Республиканские СМИ никогда не допустят оппозиционной силы к этому. Почему? Мы сегодня оказались в центре информационной борьбы с двух сторон. Смотрите, вы просто апеллируете, с вами сложно дискутировать, потому что у вас очень четко, вы адвокат, вы знаете, что нужны доводы, но вот я хочу, чтобы вы и меня слышали. Если нет возможности сегодня в Гагаузии, мы говорим сейчас о Гагаузии, давайте потом разберемся с Молдова-1. В Гагаузии сегодня люди, которые имеют активную гражданскую позицию, они против этой власти в автономии, они ее не хотят отсюда выпроводить, они хотят сказать, что, ребята, вы не то делаете, что нужно нашей автономии. Их голосом не слышно на ГРТ. Где эти люди должны быть услышаны? Поэтому есть независимые и свободные СМИ. Вы можете одним доверять, другим не доверять. Но я не согласна с вашей точкой зрения. И я хочу, конечно, вы имеете право оставаться при своем мнении, безусловно. Но я хочу убедить вас в том, что
Я работала с разными грантовыми проектами и подписываюсь под тем, что никогда никакая грантовая поддержка не выдается для того, чтобы обеспечить какую-то пропаганду про западную, про европейскую. Когда вы говорите, что нам эти деньги дают только для этого, европейские деньги для чего были даны? Секундочку. Европейские деньги. Когда я говорю про то, что СМИ называют себя независимыми, я хочу, чтобы СМИ говорил о том, кто финансирует эту организацию, чтобы я понимал, насколько без финансирования независимы. не сможет же но я СМИ, хочу вы же знать, правильно кто это говорите. делает, потому что А всегда господин Трамп, открыто. господин Маск говорят о том, что деньги банально расхищаются организацией. И эта Ну, организация Слушайте, и это так не далее. расхищение, пусть они проводят свои расследования. Они проводят свои расследования, выясняют о том, что, на что шли эти деньги и так далее. И весь мир дрожит от негодования, от того, что происходило, куда уходили эти деньги. И А поэтому почему ж у мы нас такие тоже должны возникать вопросы к организации, которую она финансировала. Насколько объективны и независимыми реально являются эти организации. Поняла. Вы готовы представить сегодня USAID претензию, почему она построила санузлы в лицее Гайдаржи? По-моему, они были построены USAID. Сплошная Готовы? благодарность. И И за то, что они суды обеспечили техникой, тоже спасибо А то, огромное. что здания судов стали гораздо... Я уже выше сказал, что 30% если уходит на пропаганду, а 70% уходит на благие дела, Я не знаю, как... то в этом случае возникает вопрос, этот подарок, он с горчинкой яда или нет? Окей, европейские проекты, это подарки с горчинкой яда? Европейские гранты, которые получены здесь. У нас люди производят сыр на европейских грантах. Скажите, пожалуйста. У нас люди производят мороженое на европейских Инфраструктурные грантах. большие проекты были Дороги реализованы. построены. Скажите, пожалуйста, Вам нравится с дорога какого в Тамай, момента? ваше родное село? Да, нравится. Нравится. Только в центральной части, да. Хорошо, давайте Туда посмотрим с просто другой не дошли стороны. европейские гранты, Да. понимаете? Посмотрим на это дело с другой стороны. С каких пор, на каком этапе развития Молдовы мы стали оценивать пользу только от того, что мы получаем гранты? Это страна, которая уже развивает свою экономику 33 года. И мы только здесь зависим и большие проблемы. ждем, когда нам что-то кто-то подаст. Когда эта страна повзрослеет, мы начнем жить на свои налоги, на свои собственные деньги. и Это собственные серьезный налоги. вопрос, да. Куда уходят наши деньги? Очень немалые налоги. Согласна. Наша страна собирает огромные суммы за счет акцизов, за счет таможенных сборов. Таможни каждую неделю отчитывается, сколько денег она перечислила в бюджет и так далее. И все, что у нас упирается, то, что у нас прекратят финансирование, это все закончится. А когда закончится возраст, когда мы перейдем на самостоятельное питание, сами начнем Когда заниматься? перестанут кажется, красть? Да, Почему да. все как утыкается раз-таки- в то, что нам должны помогать? Нет, не должны помогать. Вы тут правы абсолютно, что мы, государство, иждивенчески ждем, когда мы будем решать свои проблемы за счет грантов. Но не только... Смотрите, 30 лет жизни страны, да? За это время были очень разные направленности политики у руля. Правда? Правда? Это вы к вопросу о том, что вообще Молдавия это состоявшееся государство или нет? Можем поговорить и об этом, Есть состоявшееся ли мы признаки того, что государство. мы не являемся состоявшимся государством во многих отраслях. А я хочу, Являемся чтобы мы я жила в независимым состоявшемся государством. государстве. Вы Я хотите, осознаю, да. смотрите, И мне я кажется, осознаю- что та попытка, которая сейчас проводится властями, искоренить коррупцию, да, вы говорите, что ее полностью искоренить невозможно, но сделать И какие-то возможно. шаги в этом направлении, может быть, тогда мы что-то изменим, может быть, это верное направление, по которому мы идем. Да, совершенно очевидно, что Не эти удается. процессы не удается реализовать. Что ж, здесь есть ошибки, что что-то провально. Но мне кажется, Ксения Федоровна, что вопросы похожи. У нас есть рубрики «Люди говорят что». Давайте мы перейдем к этой рубрике, и там тоже дадим ответы на некоторые из этих вопросов. Я понимаю, что мы, да, интересный разговор, я не Перейдем знаю, ко второму блоку и Я- попытаемся разобраться в нем тогда. я не знаю, как этот разговор кажется зрителям, но нам кажется, что у нас сегодня очень интересный собеседник, Гагауз Медиа, люди говорят, что оставайтесь с нами. Люди говорят, что... Люди говорят, что система правосудия работает неэффективно, наказывает за мелкие преступления, а громкие дела остаются нераскрытыми. Какое Да красивое нет, молчание. я бы не сказал о том, что она неэффективна. Я считаю, что сегодняшняя система правосудия, система государства достаточно эффективна. Они неплохо обеспечены техникой, неплохо обеспечены персоналом. Есть условия для работы. По крайней мере, все это гораздо лучше, чем это было лет 25 тому назад, когда я приходил на работу в органы прокуратуры. Другое дело о том, что в последнее время мы не слышим случаев громкой коррупции в высших эшелонах власти.
Вы когда последний раз слышали о том, чтобы арестовали за взятку начальника какого-то департамента, министра и так далее? Очень часто слышим, что возбуждаются уголовные дела. А В где отношении завершение оппозиционных лидеров. Вы когда-то слышали о том, чтобы дела довели в отношении какого-то из министров и так далее? Ведь основные претензии, которые были предъявлены нынешним прокурором антикоррупции, это то, что она недостаточно боролась с мерами электоральной коррупции. Да. То есть опять-таки претензия к ней о том, что вы недостаточно боролись с нашими политическими оппонентами. Извините, но коррупция прежде всего свойственна власти. И она должна искать коррупционеров в своих рядах. Люди, которые управляют. Но электоральную коррупцию во время выборов 23 года здесь у нас в Гагаузии привела не власть, а пришла извне, и эта коррупция стала коррупцией здесь, потому что деньги Шора стали продвигать кандидата в Башкан. Это совершенно другой вид коррупции. И мы говорим, когда люди говорят о коррупции, они говорят, имеют в виду коррупцию в органах власти. То есть ее надо искать там, в органах власти? В первую очередь, в тех органах, которые сегодня распоряжаются нашими деньгами. Те, которые берут в международных фондах, берут гранты, кредиты, которые распределяют. Она не у оппозиции, прежде всего, она прежде всего власти. Ищите там ее. А кто в этом был успешен? Из президентов или из правительств, на ваш взгляд? Самым успешным президентом в плане борьбы с коррупцией и вообще преступностью был господин Воронин. Именно при нем, я думаю, что работалось легче всего. В последующем, после ухода его с этого поста, начался период перетряски. Я сегодня буквально слышал интервью госпожи Стамати. Поэтому сын Воронина, наверное, был самым богатым человеком. Может быть, как так удачно просто боролись с коррупцией. Сегодня возможно. я слушал, как госпожа Стамати сказала о том, что у нас ни один генеральный прокурор не досидел до конца своего конституционного срока полномочий. Почему так происходило? Каждый получал какие-то претензии, вынужден был уходить из-за определенных обстоятельств своей должности. Это реально было так. Не может система, в которую так лихорадить, эффективно работать и бороться с преступностью. Следующий вопрос. Люди говорят, что судебная система работает слишком медленно, очень долго рассматриваются дела, особенно резонансные. Отчасти это так. Но это связано не с нежеланием судебной системы, а с бешеной нагрузкой на судей. Не может быстро рассматриваться и вникать во все дела судья, у которого в производстве в текущий момент 1200 дел. Это нереально. А 1000 дел, это у многих судей такие нагрузки есть. И этот судья, решая судьбу определенной стороны или определенного человека, должен вникать в это все. Это физически очень тяжело. Люди говорят, что Молдова никогда не сможет побороть коррупцию. Ну, вы частично дали ответ Точно на этот так же не вопрос. может побороть ни одна страна в мире. Да. Люди говорят, что содержание районных администраций в Гагаузии – пустые траты бюджета. Что скажете? Я вообще считаю, что штат исполкома очень сильно перегружен, и там очень много работает людей. Насколько эффективна эта структура, необходимо, наверное, провести анализ детальный и определить, почему такие раздутые штаты и насколько они функциональны. Кроме того, я хочу сказать, что, например, функции районной администрации в Камрадском районе и в Чедерлунге совершенно различные. Организации, которые находятся на балансе, которые находятся в управлении Чедерлунгской администрации, их в разы больше, чем в Камрате. Тот же самый АПТРМ подчиняется районной администрации, чего в Камрате близко нет. Суканал подчиняется и так далее. Это огромная структура, которая тоже требует внимания со стороны руководства района. То есть эту структуру пересмотреть надо. А вообще кому нужны эти структуры районной администрации? Что они дают? Они нужны самой Гагаузии или они нужны власти, как инструмент влияния на людей? Чаще всего. Положа руку на сердце. Глядя, какие перестановки происходят в этих структурах, когда меняется Башкан и как быстро там меняют людей, возможно, вот это просто институты для кормления своих сторонников и назначения на должностях. Когда им даются места в этих должностях, в этих структурах, чтобы поддержать людей, которые в свою очередь за вас были на предыдущих выборах. Каждый новый Башкан начинает чистку полную. Люди говорят, что съезды депутатов всех уровней – это только игры политиков. Вот сейчас у нас тоже же назначено на 15 февраля назначен съезд депутатов всех уровней. Я, насколько помню, 2 предыдущих съезда отменялись по непонятным причинам, да? То есть каждый раз, когда доставали эту дубинку, считали о том, что она продолжает на кого-то действовать, они считали реально, что сейчас кто-то перепугается, перебежит с ними договариваться. А что не так? И то же самое не будет и 15 числа, поверьте мне. Будет пустозвонство, громкие заявления. И, насколько мне известно, сейчас среди более-менее заметных жителей автономии ищут добровольцев, которые выйдут туда и начнут метать гром и молнии, не боясь, что понесут
последствия какие-то за свои слова. А что, таких людей не могут найти Смелых сегодня? ищут, да? Среди тех людей, которые сидят сегодня у кормушки, таких людей, оказывается, нету. Они ищут их со стороны. А мегафоны передали, видимо, другим людям. В нужный момент мегафон должны передать человеку, которого не жалко. М. Я думаю, что этот съезд, как и предыдущие съезды за последние годы, закончится ничем. Встретятся, поболтают и разойдутся, и этим все закончится. Люди говорят, что некоторые депутаты НСГ сидят в своих креслах по 20 лет, ничего не делая. У вас есть точка зрения своя? Ну почему же? Многие из них делают, многие из депутатов, например, нельзя усидеть 20 лет в кресле депутата Народного собрания, ничего не сделать для своего населенного пункта. В населенных пунктах им благодарны. Но депутат, как известно, это человек с функцией, которая не ориентирована на то, чтобы делать дороги, строить там мосты. И своему родному вы селу. были депутатом Народного собрания. Прекрасно помните о том, что вряд ли кто-то к вам пришел из ваших избирателей и спросил: Екатерина Федоровна, а почему вы не приняли такой-то закон? Большинство же пришло к вам с вопросом: почему тротуар не сделали на моей улице, почему вы не сделали дорогу и так далее. То есть люди воспринимают любого представителя власти, вне зависимости, примар, глава администрации, либо депутат Народного собрания, как источник какой-то Улучшение благ. Да, жизни. все, дайте, пожалуйста, мне вот эту дорогу. А какие законы ты там примешь и как ты защитишь интересы Гагаузии, насколько ты красиво выступишь на заседании Народного собрания, никого не интересует. Но если это никого не интересует и никого не будет интересовать, получим ли мы тогда качественный состав Народного собрания Безусловно, Гагаузии нет. с другими функциями? Безусловно, нет. Что нам делать? Как это исправлять? Я думаю, что следующий состав Народного собрания при всей критике нынешнего состава будет гораздо хуже. Потому что если текущий контроль над автономией сохранится со стороны партии Шора, то в этом случае следующий состав это будет на процентов на 80, это сплошной одобрямс. Люди, которые будут автоматом жать на клавиши, и да, эта система будет внедрена, чтобы их перепроверять потом. Автоматом будут за все это голосовать. И каждый последующий состав будет слабее предыдущего. У вас есть состав- видение, как выйти из этого, чтобы не доходить до такого одобрямса в Народном собрании Гагаузии по всем желаниям Шора? Я не совсем понимаю, как сегодня можно бороться с электоральной коррупцией. А если не перебороть электоральную коррупцию, все остальные рецепты будут бессмысленны. И сегодня у людей поменялось восприятие самого восприятия власти. То есть люди, большинство думают, они все там наверху воруют. И если со мной поделятся раз в 4 года, ничего страшного не произойдет, если я за них проголосую. Жестко, но это так. Толка не будет ни от этой власти, ни от той. Эти хотя бы деньги дают. Вот и все, этим все ограничится. А вот расхлебать эти последствия будем мы все. А мы все это кто? Это те, которые жители брали автономии. еще Кто раз, брал, брали кто не деньги брал, у все Шора. будут за это расхлебывать. И господин Формузал, например, я недавно только заголовком увидел, он правильно сказал, что автономию сдали в концессию. И кто-то сегодня нашими полномочиями пользуется, их кто-то продает, и чем дальше, тем хуже. А люди не ведают об этом. А людям вообще это Избиратели. интересно? Большинство избирателей думают, что не доверяют уже любой власти. И вернуть доверие избирателей Так, а нужны будет ли очень тяжело. выборы? А это уже вопрос. Это, кстати, не мой вопрос, это мне задал человек. Буквально на днях мы говорили о том, он говорил, как все плохо в стране, я говорила, что плохо во всем мире в разных странах, и у каждой страны свои плохие Плохо дела и свои по-своему, хорошие. да? Плохо по-своему, да. Но все-таки я остаюсь Хорошо оптимистом, по-своему. он сказал, что да, зачем эти выборы вообще, просто надо прекратить этим заниматься. А Такие вы мысли тоже понимаете, что все чаще люди спрашивают, а нужна ли вообще такая автономия? Этот вопрос люди уже задают все чаще и чаще. Потому что они не понимают смысла от всего этого и почему мы кормим еще такое количество чиновников в Камрате, которые непонятно чем занимаются. А у вас есть свой ответ на этот вопрос? Нужна ли автономия? Автономия нужна, если она будет правильно использовать полномочия, которые были заложены в ней изначально, если она будет их развивать. Но сегодня развитие, куда движется автономия, как она будет развиваться, я, например, не вижу. И у меня в связи с этим есть большие вопросы, например, к деятельности нашей региональной власти. А в чем смысл существования автономии? В том, чтобы раз в год выйти на 24 декабря на трибуну и сказать пару пафосных фраз и уйти с чувством выполненного долга, что в ближайший год ты отработал? Куда движется? Где программа экономического развития автономии? Как вы проверяете развитие экономической автономии? Как вы занимаетесь защитой полномочий в действительности, не в декларации? Если у вас отбирать все подряд, как вы планируете это делать? Ну а выстрелить себе в ногу и закрыть межведомственную группу, межпарламентскую группу между Камратом и Кишиневым, это мог бы сделать только враг автономии. И именно это они и сделали, когда отказались от работы этой группы. Чем, на ваш взгляд, эти 1,5 или почти уже 2 года занимается Гуцул?
По судам бегает, насколько я вижу. И прилетает в аэропорт. Вы заметили, кстати, интересную особенность? Последние 3 месяца ее никто не встречает в аэропорту. Пропали видеоролики с аэропорта. Но она никуда не ездит последние? Нет, Она все-таки летает. летает. Она летает, да. она прилетает и так далее. Но почему-то перестали, потому что это шоу, видимо, кому-то надоело, и кто-то сказал, хватит, с аэропортом заканчиваем, будут только Дорого, встречи. слишком дорого, возможно. Не то, что дорого. Сейчас будут встречи только возле Буйканского суда. И каждый раз в Буйканском суде. Да. И однотипные заявления на выходе о том, что дело заказное, я ничего не совершал, это все придумано прокуратурой, и меня преследует власть. Но вот это же такое политическое одурачивание людей, да? И все вот эти флешмобы, которые и перед судами, и у аэропорта, когда это все устраивалось. Но людям это нравится, создается впечатление, что ее так все любят, все встречают, все радуются, а она выходит, ей цветы дарят, она обнимается, целуется. Сколько лирики и сколько счастья в этом, вы знаете? У вас не создается впечатление того, что перед нами разыгрывается грандиозный концерт на протяжении последних лет? Хорошо, пару вопросов в этой части, да, которые но не задают все мне люди люди. понимают, что разыгрывается концерт. Скажите, Я пожалуйста, об этом. почему команда Шор ушла из Аргеева де-факто? То есть О, власть не этот сохранили вопрос меня и ушли волнует сюда. очень. И как только они пришли в Гагаузию, в центре Кишинева перестали проходить митинги. Ну, переселились в Гагаузию. Ведь красивые были митинги. почему Шор Бабушки ушел с дедушками из сидели там и так далее, протестовали, возмущались и так далее. Как только команда ушла сюда к нам в Гагаузию, там перестали любые акции почему? протеста. Скажите. Почему господин Шор не выдал Израиль, при том, что Израиль сегодня страна, которую американцы контролируют и которую продвинули нынешнюю власть сегодня к руководству Молдовы? Почему же они не решили вопрос и не выдали его, будущий человек, который находился в розыске? Почему, например, меня спрашивают люди, почему на выборах президента Республики Молдова господин Стояноглу набирает в Аргееве меньше, чем Майя Санду? Почему она выиграет выборы в этом населенном пункте, где Шор, казалось бы, контролирует все? Севернее Аргеева, все районы выиграл господин Стояноглу, выиграл выборы. Причем с огромным перевесом. Дандюшаны, Верчаны и все Ну так далее. почему? А Шор в Аргееве завоевывает новые большинство- земли в Гагаузии или как? И теряет старые, вы хотите сказать? Я Ну, не думаю, что вы там потерян скажите, у контроль. вас есть своя. Руководство, совет, примар и так далее, свои люди. Почему же так получается? Почему? Ну почему? Не только у меня возникает в последнее время впечатление о том, что между центральной властью и командой Шоры существует договорняк. Но это... Не закрывают людей Шора по уголовным делам. Почему-то эти люди, их закрывают на пару дней и так далее, потом отпускают и меняют меру пресечения. И дела ложатся в долгий ящик. Мне складывается давным-давно впечатление, что это грандиозный концерт. Грандиозный концерт, в котором ежедневно, то есть и экс-Башкан, и действующий Башкан делают очень жесткие заявления против Майи Санду и, ну, как президента. Вы говорите, Да. что они в одной лодке почти. Я так вас И правильно под шумок понимаю? отбирают полномочия автономии. Я все-таки Очень хочу удачно вернуться. получается. Полномочия автономии сначала сдавала 8 лет Башкан Ирина Влах, Сейчас продолжает это делать Гуцул. тоже сотрудничая с Майей Санду. Там, я думаю, что были немножко другие интересы, но дело в том, что нынешнее, то, что происходит сегодня, и на ваших глазах, например, будут заменены нормы положения закона об прокуратуре, когда прокурор уже не будет согласовывать с Комратом, при которых УВД реорганизует, оно уйдет, например, в Кагул, и у нас один человек пропадает, То есть силовых нивелируется. структур, да, при котором начальник СИБа уже тоже не согласовывает. Потихонечку это уходит. Я почему-то не вижу никаких автопробегов по этому поводу. Почему так называемые патриоты не возмущаются этим вопросом, это их не интересует. Но вы назвали Александра Стояногла, Александра Дмитриевича, мы говорили о Ирине Влах. Мы не видим высказываний их по этому поводу. Можно мы цитату прочитаем, Давайте. а потом прокомментируем? Как раз наша цитата касается этой темы. Так, надо ее зачитать, да? Да, цитата генерального прокурора Да. Иона Мунтяну. Да, и он говорит следующее, что представленное Народному собранию право избирать и предлагать кандидата на должность главного прокурора АТО Гагаузия является механизмом, способным поставить под угрозу цель Конституции – гарантировать независимость и беспристрастность прокуроров. Согласны ли вы с этим мнением? И почему, повторю, ни Ирина Влах, ни Александр Стояногла не высказали свое мнение по этому поводу. Ну, как выходцы из Гагаузии, из Да, системы да. в том числе, Ну да. имею в виду. Почему Ирина Влах не высказался, я не знаю. Но что касается господина Стояногла, я слышал от него высказывание в этой части, что он просил прокуроров не подвергаться вообще
никакому давлению, то есть не поддаваться давлению и при этом принимать законное обоснованное решение, вне зависимости от того, в каком районе они вообще находятся. И в связи с этим у меня есть уголовное дело, по которому я защищаю интересы человека, задержанного после выборов, где человека, который является уважаемым человеком, почетным жителем города Камрад, задержали в возрасте 72 лет по факту якобы места нарушений. И Стояногов выступил тогда, в тот день, и просил прокуроров прекратить подобные методы давления. Но это касалось конкретного человека, да? Что заявляет господин Мунтян, я не считаю, что согласование кандидатуры прокурора Гагаузии с прокуратурой, с Народным собранием очень сильно будет влиять на беспристрастность этого человека. С другой стороны, я бы хотел, чтобы в органах прокуратуры было больше гагаузов, и судей больше было именно гагаузов. Почему-то у нас в последнее время явный перекос. А почему там мало гагаузов? Из этой системы люди уходят и не хотят там работать. Почему? А почему это происходит? Сегодня менее половины. По различным причинам. Да, это не зависит от знания языка. Поверьте, вот вы ушли из даже со знанием прокуратуры, языка почему? люди... У вас же был свой мотив? После 2009 года стало работать в органах гораздо тяжелее, чем до 2009 года. Тяжелее в каком плане? Что? Что стало? Есть определенное давление? Где? Посмотрите, когда вы в прямом эфире наблюдаете за тем, что здание парламента разрушается, сжигается здание президентуры, вы понимаете о том, что этих ребят-срочников с полиции и ребят-срочников с карабинеров и сотрудников полиции сбивают, то у многих людей потом возникли вопросы, а почему их за это не наказали? Но вы сказали, что Воронин был самым активно действующим президентом, который боролся с коррупцией и боролся с такими, и был железной рукой в стране. Мы говорим про то, что после пошло не так? 2009 года ощущение того, что ты защищен в этой системе, ушло у многих сотрудников правоохранительных органов. И это стало поводом уходить из... Не только, это была одна из причин, но у многих тогда возникали вопросы, почему так произошло. Скажите, а гагаузов стало меньше среди прокуроров и судей в Гагаузии, потому что больше местного давления? Местного давления вы имеете в виду? Я имею в виду, что Народное собрание А сегодня Народное Гагаузии, собрание никак не Башкан. влияет на этот процесс. Ну, вам так кажется. Из всего Господин Камрадского Чернев говорил суда, о том, по-моему, что... 1 или 2 гагауза только. Да. Все остальные приезжие. У нас, знание языка играет роль? Да, огромное, конечно. Так, может быть, надо начинать учить государственный язык для того, чтобы работать в структурах? Об этом говорили. Многие наши судьи, которые работают, они знают этот язык, для них это не проблема. И в прокуратуре, кстати, тоже. Там Смотрите, получается интересно, интересно, Владимир, получается, что у нас есть Камрадский государственный университет, который готовит специалистов, юристов, да, которые могут потом работать в правоохранительных органах. Одновременно с этим мы констатируем, что в последнее время все меньше наших гагаузов работает в наших прокуратурах, а больше работают люди приезжие, другой национальности. Почему так получается? Мне вообще непонятно, куда эти ребята уходят работать. Я вообще не понимаю. Которые ребята? Которые заканчивают Камрадский университет, да. Но там же воспитывают, то есть люди получают дипломы. Это специалисты, которые нужны Гагаузии, если они тут обучаются. И уезжают потом с страны, либо работать не по специальности. Ну так вот, как ответить на вопрос, почему из правоохранительных органов наши уходят? Вы говорите, возможно, проблема вот в этом, назвали ее. Но почему нет своих специалистов? Может быть, не знают язык, и поэтому сложно работать с документами, не зная государственного языка? Я думаю, что проблема все-таки не в этом. Многие из них изучают язык, многие поступают в институт юстиции и так далее. Многие сотрудники ушли за последние 2-3 года, и они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне в этой системе. Они не видят перспектив для развития и дальнейшего продвижения в этой отрасли. Люди достигают определенного потолка, понимают, что дальше ловить здесь нечего, надо уходить ищут либо на гражданку и ищут себя в другом месте. Угу. Это очень печально. Если представители правоохранительных органов не чувствуют себя защищенными в этой стране, как должны чувствовать себя граждане этой страны? Так, как они себя чувствуют. То есть, когда с страны в год уезжает по 100 тысяч человек, они так себя чувствуют. Это и есть ответ на этот вопрос. Но из страны уезжали люди всегда, и если посмотреть, и не только из нашей страны уезжают люди. То есть вот эта миграция, не остановить, наверное, уже это. Каждый выбирает для своей жизни то место, где он хочет жить. Из страны в последние годы уходит именно экономически активная часть населения, в первую очередь, и во-вторых, молодежь. Молодежь все меньше и меньше. Это проблема. Я имею в виду в музее и гостями
Посетителями музея становятся люди из самых разных стран. И об этом говорят и, допустим, Турция. Мне казалось, что там ситуация обстоит иначе, но они говорят тоже, что молодежи практически нет. И там такая же текучесть, несмотря на то, что да, мы получили такую возможность уезжать, приезжать, может быть, совсем недавно. У них, может быть, возможностей было больше и раньше. Но сейчас и там. Но что мы делаем для молодежи? Больше, Этот да. вопрос. Можно, вашему взгляду, что-то видно в автономии? Что делает автономия для молодежи? Допустим, в бытность Ирины Влах было обещано по 40 тысяч лев тем, кто возвращается из тех стран, куда они уехали на заработки, получит 40 тысяч лев для начала своего какого-то дела здесь. Но не сыграла эта программа, как и многие другие программы. А насколько большие это деньги сегодня в Магагаузе, 40 тысяч лев для того, чтобы начать свое Ну, дело? это было тогда еще, это было еще 4 года назад обещано. Свой пакет или 6. поддержки есть и в программе ГУЦОЛ. Стоимость рождаемости и недвижимости, так далее. стоимость недвижимости и текущих затрат в Гагаузии сегодня такова, что и 40 тысяч это Но и согласитесь, 50 тысяч, и Владимир, 60 да, небольшие проблем деньги. в стране очень много, наряду с этим можно сказать, нужно сказать, да, что все-таки в Молдове есть законы и Елькиев, Примакасы, а в Гагаузии есть свой закон, который тоже каким-то образом поддерживает молодых в приобретении жилья. Есть такие социальные программы. Но вы правильно сказали еще в середине этого выпуска, что страна, которая не имеет своих средств для развития, да, вынуждена брать и кредиты, ну, как и многие страны, и грантовой поддержкой пользоваться для своего развития. Но, может быть, нам не везет с управленцами, которых мы избираем, не очень хорошо думая о том, кого мы назначили, кого мы выбрали. И поэтому деньги из страны утекают, как и ушел из страны 1 миллиард. И теперь этот человек, который обвинен, да, в том, что именно он и утащил этот миллиард, он сейчас в нашей стране закручивает, диктует условия, как У нас минимум, совершенно Гагаузии. недавно Счетная палата заявила о том, что непонятно, куда ушли еще порядка 2 миллиардов из грантовой помощи, которая пришла в нашу страну. И почему-то никто не задается вопросом представителям власти, где деньги, господа. Но мы не Говоря- смогли даже узнать, где деньги тогда, когда европейские гранты реализовывались в Гагаузии, и некоторые раки должны были быть уже ферма, которая производила бы раков, этих раков нет, и не было их тогда, и эти 20 или 50 тысяч евро, никто не знает, где они. Ирина Влах на эти вопросы не ответила. А что сделать действующая власть для того, чтобы это выяснить? Мы говорим которая о действующая? борьбе с коррупцией. Вот, стране? почему тогда они не смогли разобраться, куда ушли эти деньги, которые поступили на развитие хозяйства для производства раков в Гагаузии? Вот вам, наверное, Почему виднее, при этом почему? органы не сделали никаких выводов из этого? А Почему почему? не нашли, Как куда работают органы? ушло зерно и так далее? Мгм. А как работает? Жалобы что же не смогли? подавались, действительно. Жалобы подавались, и тем не менее никаких выводов не было сделано, А и почему? Как расследование это не было происходит? проведено. А нету механизма контроля ни со стороны гражданского общества, ни со стороны депутатов, наверное, Народного собрания, которые хотели бы до конца довести и получить окончательное решение и поставить вопрос То о есть профессиональном всё уровне упирается людей, в которые людей. занимаются. Да. Все опирается в В любом людей, случае, которые да. хотят исполнять свои функции правильно, как оно написано в законе. Захотел стать депутатом, значит, отстаивай права тех людей, Захотел которые тебе стать доверили. депутатом. Захотел стать депутатом. Как вы думаете, почему вокруг даты проведения выборов в Народное собрание Гагаузии возникли вопросы? То есть когда проводить в этом году, на следующий год? Ну, это всегда было. Ну, это борьба двух групп, одна из которых очень хочет остаться на должности подольше, а вторая группа очень хочет сильно поменять нынешний состав Народного собрания. А там Ну, что, 2 группы в Народном собрании? Нет, я имею в виду, Большинство это у кого? борьба между исполкомом и Народным собранием, я, по крайней мере, сейчас вижу, которое большинство в Народном собрании не хочет проводить, и может растянуть этот момент как можно дольше. Ой, скажите в народ новости, собрание. а большинство в Народном собрании это не одно и то же, что исполком? В этой ситуации нет. Здесь у них Почему? различные интересы. И поверьте, из этого большинства, я думаю, что почти никто не пройдет новый состав Народного собрания. Там будут выдвинуты кандидаты против них, которые Их выдвинет ШОР, вы думаете? уверен, что да. Это будут компетентные люди или это Нет. будут... Не уверен, что да. Это будут послушные люди, я думаю, что То есть я так понимаю, что сейчас большинства в Народном собрании у Константинова нет? Есть. Ну так Большинство значит, есть. значит произойдет так, как хочется этому большинству. Дата будет признана такой, какой считает Я не верю, что в Константинов текущем самым году будут выборы Башкана. Выборы Народного собрания. Вы не верите Нет, в не это? верю. Я думаю, что они все-таки уйдут на следующий год. Но инициатива Тарнавского и Железогла, поддержанная Есть. некоторыми депутатами, что выборы должны быть 16 ноября, по-моему. Я не верю, что она пройдет в Народном собрании. Вы знаете, мы не можем позволить себе не поговорить вот о чем. Мы тут говорили сегодня и о свободных СМИ, и о медиа.
Вы недавно делали свой пост, и нам, как журналистам, стало очень интересно. Почему вы этот пост сделали, что вы этим хотели сказать? По поводу? А можно на экран скрин вашего... Мы говорим о Зое Дубаевой, о которой вы написали, журналист Нокта. И вот у меня такой вопрос, что вы этим хотели сказать? Зачем вам это нужно было? Если вы заметили, в нижней части поста я указал о том, что это ссылка на телеграм-канал господина Асталепа. И господин Асталеп просто обратил внимание о том, что как журналист меняет свою точку зрения на радикально другую. Перейдя в другое издание, это то, о чем мы с вами говорили выше, то, которое финансируется совершенно с другой стороны. То есть в этом случае меняется позиция полностью этого человека. Ну Мне интересны такие трансформации, почему они так происходят. Трансформация одного человека, который журналист. Да. То есть там, скажем, 10 лет назад она где-то там участвовала в проектах, «Русский мир» финансировал какие-то проекты, и она где-то там на каких-то мероприятиях, а сейчас она работает в Нокта, ну, вы писали об этом, да? И вас это смущает, как такие трансформации? А Да. вас не смущают трансформации у политиков, в том числе и у тех, с которыми вы работаете? Трансформация в изменении их взглядов? Да, но они были в одной партии. За 1 год некоторые политики успели побывать в 3 партиях. У нас такие есть. Знаете, крайне редко у нас это происходит так, чтобы он бежал в партию, которая занимается совершенно иной, выступать за иной, То есть вас это не смутило бы? иной вектор развития страны. Вас это Кого не вы смутило? имеете в виду? Мы говорим о конкретном мы можем журналисте, привести который цитату, и сначала потом говорил об поговорить на этом, эту тему. У потом нас есть поменялся, хорошая кардинально меняет свою позицию. Насколько я могу доверять публикациям этого журналиста, что он сегодня проводит такую линию, говорит об этом в положительном ключе, завтра будет категорически говорить в другом ключе. Поняла. В моей студии, если вы смотрели, конечно, эту передачу, был Андрей Шевель, молодой представитель нашего гагаузского общества, который говорил о том, как он там много лет назад, он тоже думал, что да, пророссийская направленность очень важна для Гагаузии, потому что, ну вот там, так он думал. Потом он взрослел, и со взрослением человеку приходило какое-то осознание того, из чего состоит история наша гагаузов, что мы тут делаем, почему мы, откуда мы. И как только человек углубился, это история Андрея, углубился, сегодня это молодой человек, который считает, что он полностью видит Молдову европейской, и он считает, что лучшее, что мы можем сегодня взять в этой ситуации, в которой Молдова живет и имеет какие-то отношения с разными, с русским, с пророссийскостью и с проевропейскостью, он считает, что он определился, и его точка зрения, Молдова европейская страна, и он продвигает эти ценности как гражданин. Вы считаете, что не должно такое быть? Ну, человек же... Все течет и все меняется. Человек меняет свое мнение. Вернемся к этому вопросу заново. Воззрение. А в какую неправительственную организацию он сегодня входит? В какие двери он Какая входит? разница? Это имеет огромное значение. Какая Получает ли он разница? финансирование со стороны? Если да, то в чем заключается это финансирование? А вы думаете, в русском мире работающие, они не Я получают не думаю, финансирование? мы говорим конкретный случай, что человек куда сегодня входит, в какие кабинеты, и где его принимают, откуда получает Смотрите, вы финансирование. не Говорим об ответили на этом. мой вопрос. Человек Отвечу. имеет право менять свои воззрения на жизнь и устанавливать в себе какие-то А вы принципы? допускаете, что он вернется к этому первоначальному с точки Я зрения не знаю, через может дней быть, он и 10, да? вернется, но это же нормально, когда человек меняет свои воззрения. Или ненормально для вас? Я просто хочу понять, Я что не вас верю, возмутило я не в верю, Зое что Дубаевой? Я не верю, что люди настолько кардинально меняют свою позицию по определенным вопросам и начинают говорить, что Все-таки сейчас... давайте Ну, слушайте, посмотрим нашу цитату вторую, если можно. Иван Чебан заявляет о том, что создается новый политический блок «Альтернатива», который будет состоять из 3 партий, а также команды господина Александра Стояногла во главе с ним. Чтобы не было интерпретации, мы выступаем за европейскую интеграцию как главную цель страны. Мы говорим и пишем на румынском языке. Мы знаем, что в Украине война. Мы должны сконцентрироваться на нуждах наших граждан. Не кажется ли вам, что те политики, которые вошли в этот блок, тоже немного ранее говорили другие вещи? Ну, не то, что не кажется, но они говорили другие вещи. Я не политолог. А? Я не политолог, я Вот не могу видите, это комментировать. тогда у меня вопрос. Вы понимаете, Вы, когда- господин вы, когда Чебан поменяет написали- еще 20 раз свою позицию. Я за него никогда А голосовать не Стояногла? буду. Господин Стояногла никогда не скрывал своих проевропейских взглядов. Я Но знал он был о том, что человек... социалистами на выборах президента Социалисты страны. когда-то выступали против евроинтеграции страны, скажите, пожалуйста. Почему вы считаете, что они категорически против?
С Европы много можно взять положительного. Ну как? Вредно. Но не Демократии разрывать. мешает. Вы же только что Нет, говорили. стоп, я Надо об этом не смотреть, говорил, откуда Екатерина, и не что надо. мы можем говорить. Вопрос брать не в за этом. Почему вы сразу же делите это общество напополам? Это хорошо, то плохо. У вас нету золотой середины или Нет, вы абсолютно. интересов, которые Так вы- посередине этих граждан стоят? А вы это разделили, написав о Зое Дубаевой. Что вас возмутило? Нет, я не Вас, понимаю, послушайте, пожалуйста. почему человек Послушайте. утверждает одно и резко разворачивает свою точку зрения, Так потом вон обратно. утверждали же, Ион Чебан утверждал, что нам нужно с Россией много лет назад, когда был в ПКРМ, когда был в ПСРМ. А теперь он говорит, что мы европейская страна. Вот, вас не удивляет Ион Чебан? Меня Ион Чебан не удивляет абсолютно. А теперь у совершенно. меня вопрос Это не относительно тот Зои политик, за Дубаевой. которого я буду когда-либо Смотрите, голосовать. Но мне тут очень важно он не ваше формирует мнение. общественное мнение, а журналист это делает. И нормы журналистской этики, насколько здесь применимы, я не совсем слушайте, понимаю. Я не знаком с вашим кодексом. Кодексом этики адвоката я знаком, я с ним Да, работаю. я еще Что хочу- касается журналиста, не совсем. Но я не Смотрите, хочу, но чтобы вы- этот человек мне продвигал свою точку зрения сначала так, а через год я открываю и совершенно противоположной точкой зрения она мне объясняет уже по-другому. Слушайте, смотрите, мы же вам вот привели еще через эту цитату конкретный пример, что люди меняют свои воззрения. Я хочу Одно, понять, когда вас- меняют просто люди, а другое дело политики. Да, но Владимира смущает то, что журналист формирует мнение, а политик для него не формирует мнение. Политик очень даже формирует мнение. Почему? Потому что политик выходит с какими-то лозунгами, к этим лозунгам прикрепляет еще какие-то группы людей, которые помогают ему продвигать эти лозунги. И у меня вопрос. Вы о Зое Дубаевой вы написали, потому что она журналист Нокта? У вас Нет. есть какое-то свое Нет, совершенно предвзятое отношение к Абсолютно Нокта? нет. Либо... Я не доверяю Нокта как средствам массовой информации. Не И доверяю поэтому вы уже с тех написали пор, о Зое когда пошла Дубаевой. откровенная пропаганда уже. Нет, я перепостил пост человека, с точки зрения которого я во многих вопросах согласен. Но Вот. никого не удивляет, И- что Асталеп недоволен всеми, кто говорит что-то об европейской интеграции. Это же У него разные, у своя каждого точка свой вкус. зрения, и она аргументирована. И он подходит к этому вопросу как человек, который является молдаванином. Он никогда не говорит о том, что он европеец, он не говорит и так далее. Он себя представляет как человека, который болеет за эту страну, за ее интересы. И этот тренд, кстати, набирает силу, и он будет в Европе, и он будет в Штатах и Но так далее. вы верите, Странно что задуматься о он своих болеет? интересах. Вы верите, что он болеет? Это ваше право, да? Давайте, Наверное, он Асталеп болеет. последовательный. Но разве Зоя Стоп. Дубаева не Екатерина, болеет за страну, о послушайте, которой она пишет? В отличие от журналиста и политиков, он последовательный. Ну, И его смотрите. точки зрения я в этой ситуации гораздо больше уважаю, ее понимаю как человека. Даже я могу с ней не совсем быть согласным. Вы мне хотите, чтобы я вам дал точку зрения, почему я не... Да. Нет, почему вы об этом пишете? Что поведение журналиста и политика. А какое поведение вы увидели? Вы просто репостили что-то? и Резкое вас- изменение точки зрения. Я не резко- могу верить ни журналистике, ни Вы когда политике. идете в суд, вы говорите, защищая своего клиента, наверное, вы говорите, резкое изменение. Вот резкое изменение это произошло в один день, Нет, в один это час совершенно- или в 10 лет. Это Как другая, это происходит? другая сфера. Скажите, абсолютно. как вы определили, что Человек- это резкое изменение? У меня совершенно другая категория. защищаю журналистов. Давайте мы тогда подсудимых будем ставить ихнюю логику, сравнивать с логикой журналистов с тем, как действуют политики наши. Что вы имеете в Вы виду, ставите когда на вы одну говорите грань, резкое? на одну резкое? линейку вы ставите политика, журналиста и подсудимого. Ну, это... Но я ставлю на одну линейку граждан. И это, мне кажется, Нет, нормально. нет. Скажите, ответьте мне на вопрос. Вы спрашиваете Резкое меня как изменение адвоката. это сколько Нет, во времени? Вы меня спрашиваете Объясните как мне. адвоката. Вы не спрашиваете меня просто как гражданина. Так, нам вы уже тут начинаете нужен судья. привязка. Нет, у вас привязка начинается к профессии человека, к тому, потому что он через призму своей Да. профессии воспринимает определенную ситуацию. А вы Я дали вам оценку? говорю о том, что когда журналист пишет, и я вижу потом, через пару лет публикацию этого журналиста под другим углом зрения, я вижу, что он поменял СМИ, в котором он работал. У меня возникает вопрос, это связано только с тем, что мировоззрение поменялось или СМИ поменялось? А у меня все же есть вопрос, Не я прошу на сравните- него ответа. не Скажите сравните мне, это- Владимир, пожалуйста, резкое изменение мнения, это сколько во времени для вас нужно, чтобы оно было не резким? И когда оно резкое? Год, 2, 3, 10 Я лет? вообще это не хочу обсуждать, сколько это времени прошло. Человек может свою точку зрения поменять, и то же самое Андрей если он Щавель 10 лет через назад- год поменяет и выйдет на, Так это же на нормально. с георгиевской ленточкой и будет совершенно по-другому разговаривать. Ну что вы мне приводите в пример людей, которых... Не буду выражаться.
Не привожу в пример людей, я защищаю журналиста, я считаю, что журналист имеет право, как любой другой гражданин, менять свою точку зрения на какие-то вещи, которые вокруг нас происходят. А насколько И общество не может надо... доверять этому журналисту? Но слушайте, доверять или нет, конечно, принимает решение каждый гражданин, который слушает этого журналиста изо дня на день, замечает эти какие-то трансформации. Эти трансформации наверное, были- накладываются на... Секундочку, я не обязан Вот и следить всё. за семейным положением этого человека, как меняется трансформация журналиста, Тогда вы- и следить за всеми перипетиями. Но вы обязаны Я не- уважать ее как журналиста, она имеет право. А Она что имеет было право сказано писать. в публикации такого страшного, такое, что Вас так сильно ее расстроила задело? трансформация журналиста. Меня абсолютно не расстроило. Мне сам интересен пример человека, который резко поменял свою точку зрения. Таких людей очень много у нас в политике, и мы это видим. И вот цитата Политика, принесенная. политика это совершенно другая сфера. Не другая Совершенно сфера. другая сфера. Мы с вами имеем дело с гражданами, которые занимаются Нет. профессиональной деятельностью, и Вы журналисты. сравниваете совершенно разные категории людей и их пытаетесь под одну гребенку подогнать логику действий и этих людей, и третьих людей. Ну как под одну гребенку я, Ну, вы допустим, пытаетесь пытаюсь граждан одним всех. мерилом подойти ко всем. То есть вы трансформации для вас невозможны. Возможно. Невозможно. Возможно, Все, люди что вы хотели развиваются. здесь сказать. Так вот, люди развиваются и меняются. Я не верю, когда человек так резко меняет свою точку зрения. То есть, если Александр Ильич Стояногла был с партией социалистов, вернее, С партией. социалистов, От партии от партии социалистов социалистов, Простите, правильнее, это клеймо, пошел в то, что он был с президенты? партией социалистов? Нет, конечно, это было Нет? решение Александра Дмитриевича. Да. И он имел право, как гражданин, принять такое решение. Это было со знаком плюс решение или со знаком минус? Каждый оценил, как оценил каждый гражданин. Вот и все. Это было право Александра Дмитриевича, это было право той партии, это было решение Александра Дмитриевича. Да. Мне это теперь, когда Лена Федоровна говорит о том, что альтернатива создана, вот цитату зачитала, да, и Александр Дмитриевич в кругу вот этих людей, как нам смотреть на это? Почему в кругу этих людей? Почему он не с Он социалистами? такого кардинального сказал, А и так почему он не поменял с свою точку социалистами, зрения. сказали бы вы? Спросите вопрос ему, конечно. Но вы сказали бы, Он потому не что по член- вашей логике... Он не член партии социалистов, кстати. Точно Ну, так же, как и конечно, я не нет, да, член партии безусловно. социалистов. И я не вхожу в партию социалистов, он тоже не входит в партию социалистов. В чем произошла такая Но вы существенная адвокат партии трансформация, социалистов. трансформация господина Александра Дмитриевича, что мы могли бы сказать о том, что что-то кардинально поменялось? Смотрите, но поменялось же. Что? Кардинально, не Что? кардинально. Ну, Видите, как взгляды, в любом случае, адвокат. здесь, Взгляды какие? Партия социалистов когда-то выступала против евроинтеграции, скажите, пожалуйста. Ну и партия коммунистов не выступала что-то- против евроинтеграции. Напротив, господин Воронин в 2005 году был тем самым президентом, который заявил всей стране, правда, тогда еще общество не понимало, что такое Европа, заявил и сказал, работать будем по Болонской системе, и мы внедряли Болонскую систему в нашу Хорошо, стране. председатель партии социалистов поздравил их с созданием этого блока. Кого их? Ну, этот Ну, блок. альтернативы альтернатива. имеете? Но вы хотите, чтобы Он мы вместе высказался- с вами нет, он последовали высказался- за партией Нет, он социалистов? высказался положительно о создании данного блока и заявил о том, что главная та цель, которую мы преследуем с вами в конце, то есть свержение действующей власти. Как Да? красиво Владимир Чемпаеш продолжает адвокатскую работу в нашей студии Нет, и защищает вопрос не в партию этом. социалистов Вы и хотите- господина Додона. Вы хотите, чтобы я осудил Александра Дмитриевича, но Ну, не мне знаете, нравится, как как вы меня это подставить делаете. к этой точке зрения и так далее. Нет, абсолютно. Нет, мне очень нравится, как вы это делаете. Нет, Екатерина, даже когда начинались выборы в президенты страны, и Александр Ильич приезжал в Камрад и беседовал с активистами, беседовал с гражданами и так далее, ни у кого не было сомнения, что это человек воспитанный, человек образованный, он проевропейских взглядов, и мы все это понимали. И что он говорит на румынском? И что он говорит на румынском. Я это тоже понимаю. И когда я за это никогда не смогу сказать что-то плохого в адрес Александра Ильича Стояногла, потому что я его знаю как порядочного человека, во-первых. Во-вторых, я не понимаю, почему такой негатив, именно почему, что у партии социалистов это что? Это отрицательная характеристика, это партия, которая на прошедших выборах Это то первый же раз в самое, истории что вы страны, привели по дайте отношению договорить, к Зое Дубаевой. да, первый раз в истории страны сделала ставку на Гагауза как на кандидата в президенты страны. И он выиграл эти выборы. Я абсолютно уверен, что законно избранным президентом страны является именно Стояногла. Потому Ну, что вы- все остальные голоса, пришедшие за границей, это еще большой вопрос. И тем не менее, эта партия сделала ставку, имея в своих рядах достойных людей, которых мы не могли выдвинуть. Вопрос только Почему в том, негатив к почему этой сейчас, партии? почему сейчас Стояногла в альтернативе, допустим, но не с партией социалистов. К Я примеру. не знаю условия договоренности. Почему? Это политика. Но Я это не же трансформация политолог. произошла.
Не произошло никакой трансформации. Ну, как не произошло? Вы видите эту трансформацию, я ее не вижу. В чем Да. существенно, что но произошло? вы со Столепом одновременно увидели трансформацию Зои Дубаевой. Поставим точку здесь. Понимаете, на этом. Александр Стояногу меня не переубеждает голосовать за эту партию, потому что она кардинально чем-то отличается. Но я вижу трансформацию человека кардинальную здесь. Но, во всяком случае, мы с вами поговорили. Да, мы- ну, давайте мы еще на одну тему поговорим. Может быть, там у нас 2 минутки до конца нашего выпуска. Вы очень часто критиковали, ну и критикуете, я читаю ваши посты в Фейсбуке, Это работу примара. Вы были муниципальным советником. Скажите, что вам не нравится в работе муниципального совета, в работе примарии Камрад? Какие важные, на ваш взгляд, вопросы, которые должны быть решены в Камраде, не решаются долго? Вы понимаете, это тема для отдельного обсуждения, и, пожалуй, тут 1,5 часов точно не хватит, если мы вернемся к этой проблематике. Но некоторые вещи, которые происходят в примарии Камрад, мне, мягко говоря, не нравятся. И в силу своей профессии я часто катаюсь и вижу, как развиваются соседние районные центры, которые имеют сопоставимый с Камрадом бюджет. Поверьте мне, темпы развития и то, как идет градостроительство в Кагуле, на голову выше, чем в Камраде. То, как застраивается город, как застраиваются общественные площадки, как там работает примария, как убирается город и так далее, намного лучше. Сказать о том, что Кагул намного больше Камрада, я бы не сказал. Сказать о том, что у них бюджет намного больше, тоже не сказал бы. Я вижу, как развиваются другие города. Извините, господин примар наш часто говорит о том, что 30 лет что-то не делалось. Извините, но из этих 30 лет, последних, 10 лет примаром является он. Как-то продвинулся вопрос с Камрадским очистным сооружением? Вы видели какие-то хоть камень, чтобы там поменялся? Я помню, Что-то с что этот канализацией вопрос стало? очень активно обсуждался, когда мы были депутатами, Всегда выделялись всех финансы для Но того, сейчас чтобы уже проблему и- решить. этот вопрос получил какое-то разрешение, может быть, почему? частичное, но все. Почему вы не задаете вопрос, а куда все эти деньги ушли? А туда уже миллионы были вбуханы в проектирование, другие вопросы и так далее. А смотрите, да, вы правы в том, что этот вопрос, наверное, да, отдельная передача, но все же очень интересен ваш опыт как советника муниципального совета. И если посмотреть за вашими публикациями, а я слежу за вашими публикациями, мне интересно следить за публикациями тех людей, которые очень аргументированно пишут свою позицию. Это принимайте за комплимент. Спасибо. Вот, но очень интересно, всегда очень жесткая критика или жестчайшая критика, я бы сказала. Вы ничего не находите правильного в деятельности? Вы либо знаете, это для вас приемлемее критиковать, чтобы сподвигнуть к действию? Понимаете, только в критике человек начинает понимать, что он делает что-то не то. Это правда. Я не хочу вливаться в общую команду одобрямс, которые только хвалит примара и пытается им и так далее, потому что в этом случае теряется почва под ногами, и человек не видит проблемы, он начинает бронзоветь. Если вы проследите за тем, что происходило последние 1,5 года в Камраде, вы видите большие изменения после последнего избрания, в ноябре 2023 года. Ну, большие изменения, что вы хотели бы увидеть? Они напрямую связаны и с бюджетом развитием автономии. города. Капитальные инвестиции, Ну, я бы не которые сказала, что поступали. мэр Анастасов худший из примаров. Я бы не сказала. не говорю вам о том, что он худший из примаров. Я вам говорю о изменениях. Развитие есть и очень много. Эта примария, так же как и Чедерлунская мэрия, привлекали европейских грантов. И это помогало Вы им опять решать возвращаетесь очень к многие... европейским грантам и так Ну, далее. потому Поверьте что мне, денег в бюджете нет. Надо искать Республика дополнительные Турция для средства. Камрада сделала гораздо больше, чем европейские Совершенно гранты. И верно. стадион, и дом творчества, и хирургический комплекс и так далее. У вас вся речь Вот в конце они возвращается к меняют- европейским они грантам. меняют город. Нет, но мы просто, вы спрашиваете, что сделано. Я говорю, что из-за того, что бюджеты ограничены, если вы спросите у всех примаров и у сел, они очень ограничены своими бюджетами. Они вынуждены просить либо ТИКу помочь решить какие-то проблемы, турецкое агентство, либо в европейских грантах участвовать. Да, города и села развиваются, В но они последние 2 развиваются года больше. все-таки из-за того, что из бюджета Гагаузии вот эти капитальные инвестиции перестали поступать, и это отразилось Да, не только на кстати. Камрате, но я сужу, допустим, по Вы же нашей знаете. Авдарме. Каждый год поступление капитальных инвестиций позволяло реализовывать хоть какие-то проекты на 1-2 территории проекта, да, населенного я пункта. согласен, но это тема для Но отдельного это- разговора. Ну, понимаете, мы не охватим ее за 2 минуты. Здесь гораздо больше вопросов. Но Безусловно. я бы вам хотел Это повод привести пригласить пример, вас что еще при раз. котором, когда человек приходит на работу в примарии заместителем, извините меня, но рваных ботинках, а уходит оттуда через месяц, начинает покупать большегрузные машины, у вас не возникает вопросов, откуда деньги? Не возникает вопроса, какая коррупция творится в этой примарии, что люди уходят оттуда с такими бешеными деньгами. И знал ли об этой коррупции господин примар? Поощрял ли он эту коррупцию?
У меня большие вопросы есть. Точнее, вопросы должны возникнуть у граждан, у меня ответы на эти вопросы есть. А вы эти вопросы задаете только в постах своих, либо вот как сейчас в этой дискуссии совершенно открыто, либо делали попытку, зная, как это юридически можно обосновать? За 4 года работы советником я неоднократно направлял запросы в примарию. И поверьте мне, ни на один запрос я не получил аргументированного толкового ответа. А в судебной И то же инстанции? самое делает. Вы замучитесь бегать по судам, чтобы добиться в конце, чтобы суд вынес решение и обязал примара дать вам ответ. К тому времени пройдет несколько лет, и сам вопрос теряет актуальность. И поэтому же вы не самое обращались? система. Обращался. То же самое. И господин Арнаут Николай Семенович тоже обращался с этим вопросом. И господин Паня, который сегодня является советником местного муниципального совета, тоже обращается с этим вопросом и тоже не получает ответа. Вопросы не возникают у вас, почему самая открытая примария в этом Гагаузии не хочет отвечать на запросы У советника? меня вопросы не только к открытости либо закрытости примарии конкретной, либо других, а еще открытости судебных инстанций и готовность судебных инстанций реагировать на Понимаете, это. Как судебные получается? инстанции рассматривают дела в порядке очередности и в порядке приоритетов важности. Если сегодня на столе у судьи дела лежат в отношении лиц, которые находятся под стражей, то запрос советника Камрадского муниципального совета закидываться не то куда-то, что закидываться, он не находится в приоритете. Есть дела уголовные, по которым горят сроки и так далее подобное. То есть вопрос только в первую очередь в этом. Вы докажете свою правоту через 2-3 года. Вам информация через 2 года нужна будет? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет, и это, наверное, является поводом, да зачем это делать, все равно не получу разрешения, да, в этом вопросе. Но мы начинали передачу с того, что мы рассуждали о пользе гражданского общества, как это можно делать. А давайте завершим передачу, знаете чем? Вот вы в силу своей профессии и в силу рода деятельности, вы очень глубоко видите вот эту, я не знаю, коррозию, как там ее, коррупция, как явление, которое, ну, я не знаю, потравмировало очень серьезно ту основу, тот фундамент, на котором должно держаться нормально развивающееся демократическое государство. И с учетом вашего вот этого, вашего взгляда, оценки, понимания того, насколько глубоко эти проблемы в нашем государстве, все же, я понимаю, что здесь рецептов, наверное, просить и искать очень сложно, но все же, что должно быть первостепенно в этой стране, чтобы люди понимали, что выбирая, мы определяем тех, кто будет управлять нашими финансами. Мы определяем тех людей, которые будут обеспечивать нам ту жизнь, которую мы от них требуем. Что мы должны сделать как общество? Не спрашиваю, что власти должны делать, просто как общество. Что мы можем делать? Мы люди, которые, ну, как вы понимаете в своем деле, что нам надо делать, чтобы помочь людям понять, так же, как вы это понимаете. Но они, ну, не все же могут быть адвокатами, не все у нас юристы, не все у нас экономисты. Пока это общество не начнет анализировать поступки определенных политиков, давать им оценку и понимать, зачем они этого хотят, зачем они рвутся во власть и что они от этого получают, что они получили в предыдущей каденции, когда они попадали в эту власть, пока они начнут думать об этом и размышлять, то мы вряд ли что-то сможем поменять. И вы сегодня защищали независимые СМИ, но я вижу о том, как независимые СМИ не трогают лояльных власти примаров, как исчезают любые претензии к их адрес, возникают вопросы только к оппозиции и преследуется цель только опорочить оппозицию. Эта трансформация последние 2-3 года видна в СМИ очень серьезно. Вы рассуждаете как человек системы, я рассуждаю как человек, который читает СМИ, достаточно в день хотя бы час уделяет тому, чтобы просмотреть все новостные ленты и понимая, под какой точкой зрения выставляется, как работают журналисты и почему это происходит. То, что происходит последние 2 недели со вскрытием источников финансирования, показывает, почему это происходит. И любой думающий человек, который задумается, почему СМИ освещают проблему так, а не так, почему запрещаются другие СМИ, почему к этому все идем, понимает о том, что нами манипулируют. Проблема, которую вы подняли, она не к юристу. Это не вопрос не к юристу, это вопрос социологам, ну, как гражданину. Что делать нам, обществу? Общество. Помочь самим себе, получается, понимаете? Мы же выбираем власть, мы же наделяем Объединить сегодня полномочия. общество, в чем-то его убедить тяжело. Вы играете на поле против профессионалов, которые имеют
на вооружение новейшие социологические какие-то технологии, которые уже научились манипулировать этим обществом. На Западе над этим работают целые институты, из-за которых стоят бешеные финансы, и за которыми стоят очень много СМИ. И в этой ситуации вам, как представителям гражданского общества, рядовому гражданину, это крайне тяжело делать. А может быть, надо искать какие-то... Ну, это все правильно, сложно не согласиться, но может быть, надо искать какие-то очень простые такие рецепты в форме шагов. Что надо делать? Просвещать, информироваться, информироваться, анализировать, критически мыслить, чтобы не позволить... Екатерина, давайте Так или нет? задам очень простой вопрос. Сегодня, если вы захотите баллотироваться на пост депутата Народного собрания населенного пункта определенного Не захочу, Гагаузии, но, да. допустим, да. Если вы захотите, вы пойдете на эти выборы с честными идеями, с правильными мыслями, с желанием убедить кого-то и так далее. Против вас выйдет кандидат с крайне отрицательной репутацией, за которым стоят Он очень выиграет. немаленькие деньги и так далее. Выиграет. Выиграет, да. Вы дальше будете доказывать о том, что дальше будете бороться? Нет. Насколько вам хватит? Вас насколько хватит? А, Вот хороший ответьте пример. и найдите мне быстрый ответ на этот вопрос. 1,5 часа передачи вам хватит? Быстрый ответ на этот вопрос. В любом случае, я оптимист. Посмотреть на это можно по-разному. Я оптимист. В депутаты и на какую-то должность не собираюсь выдвигаться, но я точно знаю, для того, чтобы не жить в стране, которая будет не демократической, не свободной, надо нам не опускать руки и надо следить за тем, кого мы приводим к власти. Это самое главное. От этих людей зависит очень многое. То есть от нас, от граждан. Если мы приведем к власти людей, которые наделены знаниями, опытом и прочее, то тогда мы имеем шанс на то, что нас будут понимать, когда мы с ними будем Вы разговаривать. про последние башкирские выборы, про знание, опыт и авторитет? Ну, я думаю, что это такое недоразумение, которое больше не случится с Гагаузией. Я хочу вот так на это смотреть. Вы большой оптимист. Я большой оптимист. Спасибо вам большое, Да. Владимир, что Спасибо. были в нашей студии. Спасибо за такой открытый разговор. Таких открытых разговоров нам нужно больше, чтобы нас, единомышленников, становилось больше людей, которые готовы к свободным, открытым, здоровым дискуссиям, не оскорбляя, не унижая, и сохраняя при этом достоинство того процесса, который называется дискуссия, ради того, чтобы объединиться, а не разъединиться. Это Гагауз Медиа, проект «Единомышленники». Будьте всегда с нами, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно, делитесь с друзьями. Нас может быть больше. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.